вовремя своим выступлением. Просьба подготовить... Итак, добрый вечер еще раз, дорогие телезрители, дорогие любители спорта. С вами на прямой связи снова Центр спортивной подготовки «Триумф», город Якутск. И у нас первые финальные схватки международного турнира по вольной и женской борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. С вами комментаторы Степан Посельский и Вячеслав Абдусаламов. Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему Якутск держит нас в напряжении, и это напряжение приятное, это борцовское напряжение. Самый эпицентр, наверное, международной молодежной борьбы сегодня, я думаю, достигнет своего апогея, кульминация, финалы. Финалы и малые финалы второго соревновательного дня в 5 весовых категориях. Это очень интересно. Сейчас уже прямо мурашками по коже покрываются все настоящие болельщики борьбы. Я думаю, что вам это тоже передается. И вроде бы не первый турнир для меня, но вот сейчас у меня такое приятное волнение, которое свидетельствует о том, что нас ждет что-то очень интересное и захватывающее. Как считаешь, Степан? Да, конечно, дорогие телезрители, давайте мы объясним, да, как сейчас пройдут финальные поединки. Сначала начнем мы со схваток за бронзовые медали. На 2 коврах параллельно будут проходить эти встречи. На ковре А и на ковре С. Мы с вами будем наблюдать за схватками сначала на ковре С. Ну и, конечно, я с вами согласен, Вячеслав, конечно, сейчас мы уже второй день наблюдаем за схватками здесь, в Якутске, да, и уровень соревнований действительно очень высокий. Чтобы не быть голословными, скажем, что здесь выступают и победители первенств мира, Азии, Европы, да, много действительно первых номеров своих национальных команд. Очень сильные команды Ирана, да, Армении, из Индии даже приехали борцы, из Греции, да, ну то есть и география очень широкая, еще раз повторимся, скажем, что всего у нас выступают 13 команд, ну, включая, да, Россию, да. 27 регионов представлены здесь у нас на коврах Центра спортивной подготовки «Триумф». И сейчас мы ждем борьбу за 3-е место в весовой категории до 50 килограммов. На ковре С выступят Алина Куриленко из Беларуси и Солонго Отгонбаяр, Монголия. Я еще добавлю, да, действительно, и с точки зрения представительности команд, да, здесь масштаб довольно немаленький, 13 стран. И не просто для галочки, да, как бы страны приехали, привезли хорошие составы. Некоторые из них, я же говорю, побеждали еще и на Коркинском турнире на взрослом, а там был уровень запредельный. Тот же Мобин Азими, который сегодня отобрался в финал и завтра оспорит золото, очередное золото свое возможное якутских турниров. До этого он 4 месяца назад победил на взрослом уровне на Коркинском турнире. здесь будет оспаривать золото молодежного турнира. Но я вот какой-то момент ловлю себя на мысли, что я даже не чувствую, что это молодежный турнир. Это взрослый турнир, совершенно точно, что уровень борьбы просто фантастический. Я бы сказал, что вот эти ребята, которые здесь выступают, они бы не потерялись на уровне где-нибудь чемпионата Европы, может быть, даже на чемпионате мира о себе бы некоторые из них заявили. И я уверен, однозначно заявят в самое ближайшее время, потому что очень талантливые ребята. Да, согласен. Еще раз, да, скажу, что действительно, по крайней мере, про финалистов такое сказать точно можно. Сегодня очень интересные схватки нас ждут. На центральном ковре будут бороться наши золотые финалисты, которых мы будем ждать. Ну а сейчас уже готовы девушки выступить. Да, мы сейчас ждем, когда девушки выйдут уже на центральный ковер. Хотя вот видим, да, уже спортсменки готовы, ждут только арбитров, видимо, да. Ну и Вячеслав, по традиции, да, снова спрошу о впечатлениях, которые, да, у тебя остались. Вот за 2 дня уже гостишь у нас. Впечатления самые яркие. И вот я думаю, что тот факт, что впервые представлена здесь женская программа, и вот вчера на встрече с главой Айсеном Сергеевичем Николаевым попросила Алена Карташова, старший тренер юношеской команды по девушкам, чтобы очень внимательно, особенным вниманием отнеслись к женской борьбе, потому что такие же медали приносит. А я скажу, что вот после такой прекрасной и яркой церемонии открытия, которая предваряла сегодняшние финалы, девчонки просто не имеют права продемонстрировать что-то меньшее в силу духа, в силу своей принадлежности к прекрасному. Вот сейчас ждем прекрасной борьбы. Алина Куриленко и Солонго Отгонбаяр — это представители
представительницы истинно борцовских регионов, да, истинно борцовских стран, это и Белоруссия, и Монголия, они стабильно занимают верхние ступени пьедесталов мировых пьедесталов на самых высочайшего уровня и калибра соревнованиях. Поэтому здесь, конечно же, ожидаем мы от них интересно захватывающей борьбы, динамики, и я думаю, что счет будет, возможно, даже и крупным по итогу этого поединка, потому что видно сразу же, что, во-первых, категория 50 килограммов, да, самая легкая весовая категория, олимпийская весовая категория, и она просто предполагает, что нужно атаковать. В этой категории, как правило, одни из ярчайших борец. Вот я могу вспомнить мою знакомую хорошую Юи Сусаки, олимпийскую чемпионку, которая сейчас, наверное, является флагманом в мировой борьбе в этой весовой категории. Но вот сейчас монгольская спортсменка пытается прихватить инициативу, близка она к тому, чтобы набрать баллы, но сопротивляется, что есть сила, Алина Куриленко. Да, и что приятно отметить, это то, что в этой весовой категории у нас якутский финал ждет за золотую медаль. Александра Копылова и Надежда Куличкина, представительницы сборной Республики Саха-Якутия, вышли в финал в этом весе. И обе они одержали в полуфиналах, точно я скажу, досрочные победы. Очень красивые схватки показали. И я думаю, что финал будет не менее красочный. Совершенно точно, абсолютно заслуженный якутский финал в весовой категории до 50 килограммов. Девчонки давно уже пристреливали, что называется, и были вокруг да около ходили. И вот сейчас вот как раз им представилась такая возможность оспорить золото. И я думаю, что кто бы ни победил, однозначно и та, и другая спортсменки заслуживают самой главной награды. Ну а у нас в этом поединке уже теперь небольшая смена вектора атак. Белорусская спортсменка попыталась перехватить инициативу, не получилось у нее этого сделать. И вот сейчас истекают 30 секунд активити, которые даны представительнице Белоруссии. Если она не совершит каких-либо технических действий, которые принесут результат, то балл достанется монгольской спортсменке от Гонбаяр. Видимо, так оно и будет. Да, 1-0 повела представительница Монголии. Но пока однозначного преимущества никому отдать нельзя, потому что как качели развиваются события в этой схватке, пока не блещут они эффективностью, но с другой стороны много силовой борьбы. И вот сейчас попытка броска есть, проходит на 4 балла бросок в исполнении от Гонбаяр, и 5-0 уже. 5-0 на табло в пользу монгольской борицы. Еще и пытается тушировать свою соперницу, но я думаю, в этом положении ей сделать будет сложно. Это в таком скрученном положении находится Куриленко, но вроде бы в большей степени она на груди, чем на спине, чем на лопатках. И при этом придерживает корпус ее и так на излом берет руку от Гонбаяр. И вот это может быть опасно с точки зрения травматичности, но Да, свисток, арбитр. Почувствовал, видимо, да, нет, здесь все-таки Да, время истекло. завершилось, да, и 5-0 ведет спортсменка из Монголии. Ну, Монголия, опять же, отметим, что по традиции очень сильна и в женской борьбе тоже наши постоянные гости. Да, это те самые спортсмены и спортсменки, которые с нами всегда, и вот даже в сложные времена с самого начала изоляции международной, именно монголы приехали на наш первый турнир под Дубново, и мы это, конечно же, не забываем, мы это прекрасно помним. Друзья, как говорится, познаются в беде. Вот монголы и иранцы с нами на протяжении длительного периода. Это наши, с одной стороны, соперники, с другой стороны, наши друзья хорошие. И вот сейчас они демонстрируют как классную борьбу, так и украшают нас своим дополнительным представительным присутствием, да, как говорится. То есть лишних стран не бывает ни на одном из турниров, особенно в наше сейчас такое непростое время. Вот получает небольшой тычок в лицо, видимо, монгольская спортсменка. Я уверен, что это совершенно случайно произошло, там в пылу борьбы, чего только не может быть. Белорусская спортсменка, видимо, отмахивалась и случайно задела нос от Гонбаяр. Салонго от Гонбаяр. Небольшая пауза у нас в схватке. Но бросок она показала, конечно, очень красивый и ведет 5-0. Хотя вот этот бросок вот именно из характера, из сценария схватки не вытекал, потому что была равная борьба, и там просто вот удобное положение попалось ей белорусская спортсменка. Грех было не воспользоваться этим эпизодом, что и сделала от Гонбаяр. Вот теперь 5-0, она уже явным фаворитом выглядит, учитывая, что схватка примерно равная по силам. Девчонки, я думаю, друг другу равны. И здесь совершить вот повторно такой бросок только в обратную сторону, конечно, возможно. Но это будет сделать не так-то просто.
Но, с другой стороны, есть преимущество, в том числе и у белорусской спортсменки Алины Куриленко, которая обладает чуть большей длиной рычагов, возможно, большей легкостью, подвижностью. В этом, возможно, ее шанс. Будем наблюдать. Минута 55 секунд остается до конца схватки. Времени еще вагон и маленькая тележка. Если им грамотно воспользоваться, то, я думаю, можно даже не рассчитывая на броски, все равно догнать и перегнать. Но вот что позволит сделать своей сопернице Салангуат Гомбаяр, вот это большой вопрос. Она упирается и не собирается отсиживаться в обороне. Она как бы такую активную оборону ведет. Ну да, если говорим о преимуществе, как мы видим, да, зато мощность, что называется, да, на стороне больше от Бояр, и она... Вот очередные 2 балла Да. прибирает к рукам и упрочивает свою роль фаворита в этом поединке. И опять же, вот сейчас как она набрала эти баллы, она воспользовалась давлением своей соперницы Куриленко и как бы использовала ее же энергию против нее самой. Такое не психологическое, а физическое айкидо, я бы сказал, да, то есть вот как раз использовать силу соперника, инерцию его движения. Ну а у Куриленки никаких других вариантов не оставалось, кроме как идти в атаку. И, конечно же, это такое обоюдоострые моменты, которые возникают в связи с тем, что спортсменка раскрывается и, как говорится, чревата и подвержена ошибкам. Ну да, сейчас белорусской спортсменке терять нечего. Последняя минута схватки. И будет она пытаться искать захват. Вот попытка броска. Вот Даже отлично! прошел. 4 балла, да? Да, и это уже интрига. Интрига 4, дарит нам Куриленко. 3 балла можно отыграть за 35 секунд, но не тут-то было. Монгольская спортсменка переходит в контрнаступление и прижимает на силу ковра свою соперницу. И времени Это- у нее достаточно для того, чтобы Это завершить очень близко к чистой туше. победой. Да, это туше. Так и происходит. Туширует свою соперницу, которая, воодушевившись, пошла в наступление, совсем забыла об обороне. Ну, с другой стороны, наверное, и сложно ругать Куриленко за это, потому что, ну, когда появилась возможность, представился шанс, то и времени тут уже не оставалось, кроме как идти в атаку, ни о чем другом не думать. Ну, а Салангуат Гомбаяр очень грамотно, очень практично провела свою схватку, особенно ее концовку, и воспользовалась теми ошибками, которые совершила Куриленко. Уверенно завоевала бронзовую награду международного турнира Романа Дмитриева 2023, с чем мы ее и поздравляем. Вот посмотрите замедленные повторы Да. этих ключевых эпизодов схватки. Первая медаль у нас на глазах разыграна нашего турнира. И бронзовая медаль уходит сборной Монголии. Нашим Посмотрите, какая гостям. сложная завязка была, да, то есть нога, рука, там даже сложно разобрать, кто и где находится. Такая очень непростая ситуация была для Алины Куриленко, ну и, конечно же, сложно было там устоять, тем более под массой спортсменки, которая довольно-таки габаритная. И у нас золотой финал в этой весовой категории, категории до 50 килограммов. Александра Копылова и Надежда Куличкина. 2 спортсменки из Якутии, 2 наши красавицы, наши надежды в этом весе на золотую медаль. Ну, то есть золотая медаль у нас уже есть в копилке, да, но Да. кому она достанется вот поименно, да? Посмотрим. Представительницы ли известной борцовской династии, братско-сестринской, да, Да. как говорится, или Вот же семейная, да. представительницы ее соперницы. Надежда Куличкина, Да. ее соперница, да. Очень активно, как всегда, начинает, правда, Саша Копылова. Она никогда не отсиживается в обороне, не ждет момента своего. Она всегда создает сама моменты. Правда, иногда ошибается и в обороне. А если вот на молодежном уровне расценивать и регалии этих спортсменок, у кого больше Ну да, побед? у Саши Копылова все-таки, наверное, и опыта побольше. И мы видим, да, что первым номером она здесь работает, наверное, чувствует в себе тоже лидерские задатки в этой паре. Но Надежда показала очень хорошую борьбу, качественную, красивую борьбу тоже. И Опа! Красивый Вот это бросок да. в исполнении Александры лампочку, Копыловой. да, закрутила на на 2 2 балла. балла. Да, конечно, это было не амплитудно, но в то же время очень красиво и динамично. Что самое главное, неожиданно для соперницы Куличкиной. И 2 балла вот впереди. И я думаю, что эти 2 балла, они гораздо дороже, чем на самом деле оценены рефери, потому что они несут в себе такое психологическое преимущество, которое вот сейчас прихватило Александра Копылова. Мало того, что она фаворитом в этой схватке была, так еще и сразу же воспользовалась динамикой и инерцией
своей соперницы Куличкиной и набрала первые 2 балла. А сейчас уверенно сдерживает ее атаки, хотя напирает Куличкина. Я бы сказал, что вот это определение «молодой проспект» для нее с одной стороны подходящее, с другой стороны я бы сказал, что она в статусе темной лошадки для некоторых из наших болельщиков, которые не совсем в теме, да, то есть а на самом-то деле видно, что всегда, когда на тебя ставку не делают, тебе проще психологически. Тебе, если ты уступишь, то никто тебя особенно и ругать-то не будет, но появляется возможность всех удивить, и этой возможностью часто новички пользуются. Ну, здесь я думаю, что обе спортсменки на самом деле заслуживают лестных эпитетов и аплодисментов за свои действия как перед этим финалом, так я думаю, что и по итогу этого финала. Ну вот посмотрим, в чью сторону качнется чаша весов. Пока за 55 секунд до конца первого периода Александра Куличкина, пусть немного, но чуть активнее своей соперницы и уверенно пока работает в обороне. Александра Копылова, да, поправлю, да. Александра Копылова. И уверенно пока работает в обороне, не позволяя ничего предпринять успешного своей сопернице. Но в то же время видно, что не просто ей это дается, потому что такая атакующая мощь присутствует в действиях Надежды Куличкиной. И я думаю, что мало кому легко будет сдерживать ее. Посмотрите, 2 балла набирает Куличкина. Отыгрывает, да, 2 балла, и счет уже равный 2-2. Вот что я и говорил до этого, прям вот чувствовал, что назревает атакующее действие, эффективное действие в исполнении спортсменки в синем трико, что она и продемонстрировала, и продолжает, главную атаку. Да, этот финал не оставит нас без интриги, я думаю, да, и до конца встречи у нас будет возможность поболеть за ту или другую спортсменку. Я думаю, что сейчас многие любители вольной борьбы, многие и сейчас болеют за ту или другую, да. Посмотрим последние секунды первого периода. Степан, мне очень интересно будет такие схватки наблюдать, потому что приятно будет болеть как за одну, так и за другую, в зависимости от эпизода. Вот сейчас Александра Копылова пошла в атаку и заработала еще 2 балла, вырвалась вперед. Но кто сможет сказать, что это все в этом поединке? Нет, конечно же. Да, 30 секунд на отдых. Ким Кимович Колодезников, старший тренер нашей команды среди девушек. Да, ну, конечно же, важно на первый период, по итогу первого периода на перерыв уходить в статусе фаворита, да, и, конечно же, сделала себе такую небольшую, приятную. Да, буквально на услугу. последних секундах, да, мы видим, да, как раз последняя секунда, там уже отсчет шел, и Александра успела провести эту атаку. Это, Да, конечно, воспользовалась, видимо, чуть-чуть потерей концентрации соперницы, Да. которые мало кто ждет, на самом деле, на последних секундах атак, потому что, ну, все уже стараются сэкономить силы и направить их больше в нужное русло второго периода. А тут Александра Копылова продемонстрировала, что с ней нельзя расслабляться никогда. Ну и, безусловно, второй период мы ждем активизации Надежды Куличкиной, которая и без того постоянно держала в напряжении свою соперницу, постоянно раздергивала ее, постоянно выцеливала атаки. Но тут она вынуждена атаковать и ошибается в очередной раз. 6-2 становится счет в пользу Копыловой. И продолжается атака. Выводит она на накат свою соперницу, но там Магнитом прижимается к ковру, и рефери поднимает обеих спортсменок. В то же время свою работу Александра Копылова делает великолепно, методично набирая баллы. И вот уже 4 балла преимущества довольно комфортными видятся. Не только, я думаю, с ее стороны, но и глазами специалистов, учитывая ее преимущество в регалиях. И вот сейчас и ногу еще забирает Александра Копылова. Посмотрите, догоняет она свою соперницу, коршуном на нее бросается. И уже 8-2 счет. Александра, да, очень выкладывается на 100%. Это финал, конечно, да, по-другому здесь нельзя. Это золотой финал. Волнение, конечно, видно, да, и у той, и другой немного скованной выглядит Куличкина, если честно, да, она показывала гораздо более зрелую борьбу. И наоборот, воодушевленная Александра Копылова идет в очередную атаку. Уже она гораздо увереннее и быстрее действует и заставляет ошибаться соперницу. И все-таки что-то мне подсказывает, что зубы свои еще покажет Надежда Куличкина. И не даст она так просто одержать победу в этой схватке Александре Копыловой, несмотря на вот эту кажущуюся легкость, с которой сейчас действует спортсменка в красном трико. Но продолжает упираться Надежда Копылова. И ждем мы от нее вот этой вот нацеленности на атаки. Пытается продернуть руки своей соперницы Копылова и опять в очередной раз
сбить равновесие своей соперницы. И удается еще 2 балла набрать. 10-2 И 12-2. и накат. 12-2. Увы, к сожалению, а возможно для кого-то и к счастью. Но интриги не будет. За минуту и 17 секунд до конца мы фиксируем финальный итоговый результат. Александр Копылов 12-2 побеждает Надежду Куличкину и завоевывает первое золото международного турнира Романа Дмитриева 2023. С чем мы ее и поздравляем. Да, и приносит она хозяевам ковра, хозяевам соревнований. Это очень приятно, Александра. Ну и серебряная медаль Надежды Куличиной тоже дорогого стоит. Первые 2 медали, золото и серебро, уходят в копилку сборной Якутии. Кстати, вот глядя в ее глаза, очередной раз себя поймал на мысли, как же она похожа на братьев, да? То есть Да. у них есть что-то во взгляде, ну и в действиях тоже. Братья-близнецы старшие, Петр и Алексей, оба победители первенств мира и Европы. Ну и сестренка младшая тоже вот продолжательница борцовских традиций. семьи Энциклопедия борьбы в исполнении Александры Копыловой. Посмотрите, Копылов. Классика, технику, да? да, классика вольной борьбы, проходы в ноги, накаты. Да, мы остаемся сейчас на ковре С, да? И посмотрим, опять же, международную встречу в весовой категории уже до 55 килограммов. Глафира Степанова, Россия, и спортсменка из Кыргызстана Кадырбек Кызы Аруке. Глафира Степанова, Россия. Так, это представитель весовой категории до 55 килограммов. Бронзовая схватка. Россиянка в синем трико, киргизская спортсменка в красном. Нет, наоборот. Да. Россиянка в красном трико, а киргизка в синем трико. Кадырбек Кызы Аруке. Такая замысловатая фамилия. Прессингует Аруке. Пытается захватить инициативу, но Степанова возвращается в центр ковра. Сразу Проходит в ноги. активно начинают обе спортсменки. Собирает ногу наша спортсменка, но и придерживает, прихватывает ее голеностоп. Также Аруке. Ну и будет ли продолжение в этом эпизоде? Нет, очень сложно что-то придумать, когда обе спортсменки друг друга прихватывают. И в таком неудобном положении скорее будем терять время, если рефери бы оставил их дальше выяснять отношения. Понимая это, поднимают он их в стойку для большей динамики, для большей зрелищности. И сейчас вот, я думаю, что, судя по тому, как начали схватку эти обе спортсменки, нас ожидает интересное что-то, потому что очень подвижные и нацеленные на проведение Атаку, технических действий. Борицы вот опять бросается, но, правда, не подготовлена Степанова. И дает возможность Аруке набрать первые 2 балла. Теперь уже в партере пытается Аруке свои возможности показать, но арбитр вмешивается в центр ковра, поднимает спортсменок. Так, Глафира Степанова, совершенно верно вы подметили, не подготовила атаку и в итоге попалась на контрприем. Но зато сейчас она демонстрирует, что при хорошей подготовке она умеет вот этот прием провести хорошо. Зашла в ногу, и 2 балла на ее счету. Да, 2-2. так что выравнивает она положение, а на самом деле схватка, я бы сказал, обоюдоострая, и поэтому у нас вот это напряжение ждет, я думаю, на протяжении всех оставшихся 4 с небольшим минут. Еще и ставят в партер. Аруке. Челлендж бросает. Нет, продолжается схватка. Встает. Да, недоволен. Тренер, ну, конечно, это соревнование здесь. Да, балл забирают. Всегда, конечно. Есть место эмоциям. Без этого в спорте никуда. Да и неинтересно это было бы, да, без таких эмоций. Да, безусловно. Ну вот 4-2 был счет на табло. Вот теперь 1 балл забрали. Или, как сказать, исправили цифры на табло. И вот задают вопрос, почему 1 балл. 3-2, да? Почему лишили балла? Или 4, все-таки 4, да. Все-таки вернули.
Да, не всегда, конечно, бывает понятна логика событий, изменений цифр на табло, но есть какая-то, наверное, в этом особенная своя сакральность. Я думаю, что у каждого из представителей борцовских профессий есть свои нюансы. И, как бы сложно влезать в них, не совсем разбираясь в теме, но, конечно, иногда хотелось бы понимать, в связи с чем стремительно меняет. Вот желтая карточка Аруке показана, и, видимо, еще в связи с этим балл показан. Балл отдан сопернице. Продолжает нагружать шею и корпус своей соперницы Аруке. И, воспользовавшись неразберихой, переходит в наступление. Сравнивает счет 4-4, но преимущество пока по качеству баллов на стороне Степановой. За 9 секунд до конца первой половины поединка. Да, захватывающий поединок мы смотрим. 55 килограммов, равные соперницы, и счет об этом свидетельствует. Да, 4-4. Нас ждет еще 3 минуты, которые мы ждем с нетерпением. Вообще, за что люблю я женскую борьбу? За то, что постоянное вот это напряжение на протяжении большинства поединков. Да, бывают, конечно, схватки, когда явный лидер выходит и там разбирается, но очень много схваток таких вот беспрецедентно непримиримых. Я бы сказал, где искры летят и до самой последней секунды ожесточенная борьба. Иной раз даже гораздо больше напряжения, чем в мужской борьбе. Поэтому, конечно, всегда интересно будет наблюдать за схватками, особенно вот таких вот заряженных спортсменок, подвижных, техничных. И вот как раз этого мы ждем от второго периода схватки Аруке и Глафиры Степановой. Равный счет 4-4. Небольшое преимущество по качеству у Степановой, но, судя по сценарию первой половины поединка, чуть больше активности проявляла спортсменка из Кыргызстана. И поэтому абсолютно еще ничего не сказано в этом поединке. И все только начинается. Сразу же начинают с захватов обе спортсменки. Да, очень активные спортсменки обе. И ждем мы, кто уже начнет первой. Аруке нагружает шею спортсменки. И здорово пытается выйти за спину. Посмотрите, как уворачивается от ее атак Степанова, но все-таки отдает 2 балла. Аруке. Еще 2 балла заработала, 6-4 уже. Но мне понравилась такая эстетская тактика Степановой, когда пыталась забежать за ее спину Аруке, она еще так через ее ногу пыталась перепрыгнуть. До такого, на самом деле, не каждая додумывается. Это свидетельствует о хорошем уровне и физической подготовки, и с воображением у девчонки полный порядок. Ну, поэтому... и школа, значит, хорошая, да, борцовская? Да. Я думаю, за ней будущее нашей сборной. Да, молодые совсем еще девушки, конечно, у них впереди большая спортивная карьера, я думаю. Сайпула Абсаидов и Магомед Расул Баталов как никогда нуждаются в обновлении, в том числе в свежей крови, как говорится, молодых спортсменках, которые могут органично влиться в национальную команду и которые со временем станут лидерами. Они открыты к предложениям. Пожалуйста, показывайте борьбу. Амар Магомедович Муртузалиев, бессменный лидер нашей команды, который возглавляет федерацию и ответственный за вице-президентом является Федерация спортивной борьбы России и возглавляет женскую борьбу. Он так и сказал в одном из интервью, что вот я кладу на центр ковра ваш гонорар. Пожалуйста, выйдите, победите и заберите его. Почему вы отказываетесь это сделать? Да. Вот посмотрите, что происходит. 2 балла. Глафира у нас Степанова. На ковре Степанова сравнивает счет 6-6. Эти качели продолжаются. Хорошо как. Смотри, еще за спину выходит и за ковер выталкивает. Еще 1 балл, 7-6. Я в пользу Степанова. Я думаю, действием вот этой спортсменки сейчас тренерский штаб и руководство женской федерации и женской борьбы были бы довольны сейчас. И поэтому в том же духе желаем продолжать Глафире Степановой, которая перехватывает инициативу на последней минуте поединка. И очень мы верим в то, что именно ей достанется победа в этом поединке и бронзовая награда. Но до этого еще прилично времени. И Аруке, учитывая нацеленность на атаки, сдаваться не собирается. Постоянно она выводит на, хотелось сказать, ударную позицию, бросковую позицию свою соперницу. И но последняя атака от нее точно будет. И, возможно, именно эта атака определит победителя встречи. Пытается пройти в ногу. Хорошо защищается Глафира. Контролирует соперницу.
из последних сил. 20 секунд остается. И, насколько я понимаю, 1 балла будет недостаточно Аруке, если она сравняет счет, потому что, по-моему, по качеству баллов еще плюс желтая карточка, я думаю, что преимущество будет на стороне Степанова. Только 2 балла нужны, то есть перевод, либо накат. Но нашей спортсменке ни в коем случае нельзя позволять этого делать. 10 секунд до конца. В атаке пытается подсечку совершить. Аруке не удается это сделать. Пытается забежать за спину, но крепко держит, намертво держит ее подколенное сухожилие Глафира Степанова. И в этот момент звучит финальный свисток. Вот такое напряжение, падает без сил Аруке. Она сделала все, что было в ее силах, и даже больше. Этого, к сожалению, для нее не хватило. Ну а мы поздравляем нашу представительницу Российской Федерации Глафиру Степанову с вот этой трудовой, я бы сказал, бронзой. Она действительно ее заслужила. Это был настоящий финал, да. И напряжение, конечно, все 6 минут, да, витало в воздухе. Никто не мог сказать до последней секунды, кто выиграет эту схватку. Да, Ну, настоящее украшение действительно нашего турнира. И не в обиду будет сказано представителям вот этой категории, которые сейчас оспорят золото, но я не согласен с определением малый финал. Это совершенно большой финал. Большущий финал, я бы сказал, учитывая эмоции и зрелищность борьбы, которую нам подарили Глафира Степанова и Кадырбек Кызы Аруке. Да, сейчас мы насладимся повторами этого финального поединка. Ну и ждем мы на центральном ковре представительницу Беларуси Александру Булаву и спортсменку из Азербайджана Рузанну Мамадову. Вот смотрим, да, как развивались события. Здесь очень много было технических действий. Очень интересные завязки. Ну, такая действительно классическая борьба, да. Вольная борьба. Много приемов показали девушки. Контрприемов. Вот Александра Булава, вот мы вчера, по-моему, комментировали тоже ее схватку, да. и мы еще даже говорили о том, что у нее такая истинно древнерусская фамилия, да? И вот Булава — это такой предмет, да? Да. Оружие. Оружие, да? Которое вот припасла ли она какое-либо оружие для того, чтобы одержать победу в этой схватке, финальной схватке весовой категории до 55 килограммов против Рузанны Мамадовой. Вот это мы узнаем совсем скоро, но чисто визуально по комплекции обе спортсменки примерно равны. Мамадова очень по росту, технична. по-моему, да, тоже. Да. Нет большого преимущества ни у одной спортсменки. Но мы понимаем, что Азербайджан тоже борцовская держава. Абсолютно Безусловно. сильнейшая, одна из сильнейших. Рузанна Мамадова прибирает инициативу к рукам и, посмотрите, переходит как из одного положения в другое во время своей атаки, переворачивается вокруг своей оси. И 2 Но балла. 2 балла достается как раз-таки спортсменке из Булаве, Беларуси. Да. Казалось бы, ближе к тому, чтобы забрать баллы, была Мамадова, но вот в этом положении сумела воспользоваться ее оплошностью представительница Белоруссии. Здесь пока не так много движения, не так много перемещений и работы ног, как в предыдущей схватке в малом финале, но в то же время, учитывая статус этого поединка, оно и понятно. Никто не хочет ошибаться. На самом деле, в любом поединке, что в малом финале, что в большом, обе спортсменки всегда хотят, конечно, победить, и определенное напряжение присутствует, но есть один момент, один нюанс, который отличает малый финал от большого. Когда спортсмен нацелен на золото, и в итоге он уступает в полуфинале, либо же проходит через утешительные схватки в малый финал, то как бы ни ценна была медаль, он все-таки уже мысленно смиряется с тем, что золото ему не привезти. Если вдруг и бронзу он лишится, то ну, не то чтобы ничего страшного, да. А вот золото никто не хочет терять, поэтому это часто сковывает спортсменов в финале. Но с другой стороны, есть еще такое понятие, что в бронзовом финале ты можешь остаться вообще без ничего, а Это в да. большом финале у тебя Да. как минимум будет серебряная медаль. Но Но это, конечно, это зависит и от амбиций. Конечно. Ну, да, опять же, зависит от того, если спортсмен впервые приехал на такой крупный старт, и это будет его первая, возможно, серебряная медаль, как бы он не хотел золота, он все равно через время будет доволен и серебру. А если спортсмен привык бороться только за золото, лучше бы ему вообще остаться без медали. Но вот сейчас Рузанна Мамадова идет в атаку, пытаясь сравнять счет, но намертво крепко прихватывает ее корпус и руки Булава и не позволяет ничего придумать в этом положении. 34 секунды до конца первого периода. Спортсменок есть. Пританцовывает Рузанна Мамадова, демонстрируя, что она заряжена на атаку и что у нее чуть больше энергии,
который она сейчас собирается трансформировать в опасные атакующие действия. А булава действует более размеренно, спокойно, грамотно, используя свое преимущество в 2 балла. И Да, очень хладнокровно, да, булава. Хорошо защищается, в общем, контролирует ход схватки. И даже при том, что действительно угрожающе, да, вот финтит тебе не кажется, Мамадова. Степан, что чуть-чуть мешают волосы в булаве? Ну, зато который- красиво. Да, красиво, но мне кажется, что в этот момент она мало что видит. В тот момент, когда косичка переходит вперед, и вот для соперницы это как плюс. А в свою очередь у Рузаны Мамадовой другая прическа, собранные волосы назад. И, видимо, Но девушка всегда остается девушкой, будь она спортсменкой, да. да, ну вот красиво смотрится на замедленном повторе. Это однозначно. Ведь женская борьба — это не только сила, это еще и красота. А вот посмотрите в этом эпизоде, в котором набрала баллы в замедленном повторе Александра Булава, как все было на самом деле. Да, еще одна трехминутка нас ждет в этом финале. Это мы разыгрываем вторую золотую медаль нашего международного турнира. Представительницы Беларуси и Азербайджана. В атаку уже идет Александра. Пока не получается. Но, видимо, хочет она увеличить свой отрыв. 2 балла, конечно, ничего пока не решают. Первая минута завершается. Атакует Мамадова. В опасном положении до сих пор. Ну, здесь контролирует булава. Держит руку, да? Да, и кружит вокруг нее Рузана Мамадова. Пытается прихватить заднюю часть бедра и зацепиться за соперницу. И все-таки, да, добивается она своего. 2 балла забирает и сравнивает счет. Преимущество переходит спортсменке из Азербайджана. И в партере пытается работать. Но, к сожалению, вот наблюдая за спортсменками или спортсменами, часто они, переходя вот в наступление, ограничиваются. Ну, то есть сначала динамика у них сохраняется, а как только они оказываются за спиной своего соперника, они дальше уже чуть сбавляют активности. Рефери это чувствует, поэтому не дает дальше возможности продолжать. А вот если бы многие соперники, как Садулаев, в стиле Садулаева действовали, не только нацелены на то, чтобы зайти за спину, но еще и накатить и желательно завершить все это в одном эпизоде, то тогда, конечно, было бы гораздо интереснее. Вот тут как раз мне понравились спортсмены из Ирана, которые очень хорошо оснащены. У них очень большой арсенал приемов, и они, если не получается один, то сразу же переходят на другой прием и могут каскад действий совершить и в одной атаке 3 приема показать. Да? Но это, конечно, признак высокого мастерства. Да, ну и отличная физическая и функциональная подготовленность. Это я прекрасно понимаю. Конечно, легче гораздо говорить, чем это сделать. Но с другой стороны, спортсмены, особенно юниоры, когда и не демонстрировать выносливость и физику, как не в 20 лет. Поэтому я думаю, что если вспомнить тех же Бесика Кудухова, если вспомнить того же Виктора Лебедева, да, то есть вот именно во времена, когда им было по 20 лет, я думаю, что они там горы сносили, да? Да, конечно. Кстати, мы говорили о том, что вот спустя 16 лет Якутск вновь через месяц примет первенство России среди юниоров, да, вот Якутск, опять же, в центре спортивной подготовки пройдет первенство страны. Как раз Виктор Лебедев тогда первую свою золотую медаль завоевал. С этого начался его большой спортивный путь. Очень яркий турнир провел. Да, Виктор Лебедев демонстрировал очень красивую, классную борьбу. За его плечами и чемпионаты мира, и Олимпийские игры, и чемпионаты Европы. Ошибается здесь булава и А 4-2 Мамадова. Посмотрите, на последних секундах вырывает победу. Ну, как вырывает, да, то есть понятно, что преимущество было на ее стороне, но забирает она еще оставшиеся 2 балла, которые позволяют ей уверенно чувствовать себя уже победительницей, потому что часто бывает, спрашивают, задают вопрос, победила, да, с каким счетом, 2-2, да, и у кого-то могут возникнуть вопросы, а если бы, да, кабы, но вот сейчас 4-2, никаких вопросов, и Рузана Мамадова
абсолютно заслуженно завоевывает золотую награду международного турнира памяти Романа Дмитриева 2023 весовой категории до 55 килограммов. И вот, пожалуйста, вашему вниманию замедленные повторы эпизодов, в которых она сначала потеряла 2 балла, потом сравняла счет, а дальше уже вышла вперед как по качеству, так и по количеству очков. Да, и как тепло, да, приветствовали трибуны. Мы видим, что центральный сектор, да, 2 центральных сектора полностью уже забиты болельщиками. Ну и, конечно, по боковым тоже у нас зрители, болельщики. Ну и мы знаем, что и по телевидению, и по Ютубу, да, на хостингах тоже смотрят сейчас за нашими соревнованиями. Мы на ковре С по-прежнему сейчас остаемся и посмотрим очередной бронзовый финал, но уже в весовой категории до 59 килограммов. Дарья Такаякова и Алиса Лушко. Россия и Беларусь. Еще одна представительница Беларуси. Да, вот видите, да, сколько спортсменок из Беларуси сейчас и в финалах, и в малых финалах, и за золотые медали борются. Да, ну а пока у нас, я так понимаю, церемония награждения весовой категории до 50 килограммов. Александра Копылова. Да, Надежда Куличкина. Взбирается на высшую ступень пьедестала. Да, спортсменки Солунго от Голбояр. И спортсменка из Узбекистана, да, я так знаю. А поздравляем всех призеров, медалистов нашего турнира. Все они большие молодцы. Алена Карташова награждает Александру серебряный Копылову. призер, да, Олимпийских игр. Да, заслуженная наша спортсменка, старший тренер по юношам. И смотрите, да, какие награды, и даже пояс чемпиона подготовили для чемпионки. Ну и медали, они тоже очень оригинальные, красивые. Думаю, что для спортсменок это не менее важно, да, чтобы была память о таком турнире. Ну и сертификат на сумму для чемпионки и для личного тренера в том числе тоже. Денежный сертификат. Да, 35 тысяч рублей получает победительница, 25 серебряный и 15, 10, да, да? тысяч рублей. 15, да, 15. По 15 тысяч рублей бронзовый призер. Вот вашему вниманию, пожалуйста, еще раз замедленные повторы финальной схватки Александры Копыловой с Надеждой Куличкиной. Немного не хватило, мне кажется, именно опыта, да, борцовского Надежде Куличкиной, чтобы, в общем, держать, обуздать свои нервы, да, свое состояние, выстроить правильно тактический поединок. Да. Но Александра показала себя во всей красе и даже выиграла чисто технически, да. Да, весовая категория до 59 килограммов. Вашему вниманию бронзовый финал. Дарья Такаякова и Алиса Лушко. Коверце. Алиса Лушко, Беларусь. Начинается схватка. Весовая категория до 59 килограммов. Это не олимпийская весовая категория. Но при этом спортсменки довольно-таки легкие еще. Поэтому вправе мы ожидать от них зрелищной борьбы. И хотелось бы, конечно же, интересных эпизодов, завязок и красивых бросков. Такое ощущение, как будто выводит спортсменка из Беларуси свою соперницу на этот самый бросок. Но переключается она потом уже на шею соперницы. Пытается перевод осуществить, такое ощущение. Ну и тут же пыталась контратаковать Такаякова. И выводит за пределы ковра свою соперницу. Но сама там тоже оказывается. Но никак не удается ей
оказаться за спиной оппонентки. Ну и, по-моему, без оценки оставили это действие. Да, действительно, там даже не столько вывод за пределы ковра был, сколько обе соперницы практически одновременно покинули желтую линию. И поэтому рефери не стали оценивать этот эпизод. Ну, пока нет какого-то явного преимущества. Пока по-прежнему силовая борьба. Вот Такаякова пошла в наступление. Лужко попыталась, нейтрализовав его, сама перейти в контратаку. Но пока не дошло до завершенного какого-либо технического действия. Прихватывает крепко руки соперницы Лужко. И выходит на бросок. Да, удается. Нет. Рефери оставляет без оценки как одно действие белорусской спортсменки, так и сразу же накрывшую ее по итогу этого эпизода Такаякову. Поднимает обеих спортсменок в стойку. И, как я понял, 30 секунд активити дают Лужко. Поэтому вынуждена будет сейчас с еще большим рвением атаковать белорусская спортсменка. А впереди в первом периоде еще минута и 5 секунд. Вязкая борьба в центре ковра. Работа на втором этаже. И пока никак не могут ни Лужко, ни Такаякова осуществить какое-либо действие. Вот сейчас удается это Такаяковой, спортсменке из России. И 2 балла она записывает в свой актив. Чуть надавила, проявила упорство и посадила соперницу на 3 точки. Еще балл дали, как я понял, за то, что пыталась уйти от этой атаки Лужко. И 3-0. А, нет, извиняюсь, балл еще дали за то, что закончилось время, истекло время активити. Лужко им не воспользовался. Вот сейчас Такаякова очередной раз переводит свою соперницу на настил ковра, зарабатывает еще 2 балла. И 5-0 это уже довольно-таки комфортное преимущество россиянки, которая не собирается останавливаться на достигнутом, но ее останавливает свисток рефери на перерыв. Еще 2 балла сумела набрать Такаякова. Вот так выходит она на перерыв. Прям в статусе явного фаворита этого противостояния. 7-0 это уже серьезная заявка на победу. Серьезная заявка на бронзу. Посмотрите, как набирала первые 2 балла Александра Такаякова. Дарья Такаякова и Алиса Дарья Лужко. Такаякова. И сразу же после этого попытка ответа в исполнении Лужко из Белоруссии. Ну и воспользовался этим движением, инерцией своей соперницы Такаякова. И еще упрочила свое преимущество. Еще 4 балла приплюсовала себе. И сейчас, судя по динамике второго периода, начала второго периода, останавливаться на этом не собирается. Видимо, хочет завершить досрочно эту схватку. Ну, в принципе, логичное, наверное, решение, потому что если получается, если идет и понимает она прекрасно, что будет раскрываться соперница, то почему-нибудь бы не попробовать. Посмотрите, на бросок выходила Лужко, но ошиблась и еще 2 балла подарила Такаяковой. Да, рисковала Лужко. 9-0 получился, и сборная России близка к очередной медали, да? Жирную точку остается поставить Дарье Такаяковой. 1 балл набрать для того, чтобы досрочно завершить схватку. Времени еще достаточно, поэтому возможности, я думаю, у нее будут. И будут в самое ближайшее время. Ну и понимает прекрасно, что надо ва-банк идти Алиса Лужко. В самом начале поединка казалось, потому как она прихватывала руки соперницы, как она пыталась выцеливать бросок, что преимущество будет на стороне именно белорусской спортсменки. Но вот Такаякова, вот прямо как сейчас, завершая схватку победой, 11-0, ничего не позволила предпринять своей сопернице, ничего продемонстрировать не дала, а сама проявила максимум своей, наверное, заряженности на атаке, и которые вылились или трансформировались в 11 баллов преимущества. Наши поздравления, бронзовая награда
переходит, скоро окажется на шее Дарьи Такаяковой из России. И вот замедленный повтор вот этого броска, который стал фатальным для Алисы Лушко. Да, а в финале нас ждет также противостояние двух девушек из России и Беларуси, Наталья Хроменкова и Владислава Кудзин, да? Да, из Белоруссии. Ну и эмоции. Эмоции радости, смешанные с усталостью Дарьи Такаяковой, которая выложилась на ковре, хорошо поработала, ну и заслужила эту бронзовую награду. Да, известные в республике спортсмены тоже пришли посмотреть на соревнования. Конечно, люди близкие к борьбе. Ну и ждем мы, конечно, все финальные поединки. И в мужской борьбе скоро, да, среди юниоров у нас уже в ближайшее время выйдут первые финалисты. Хроменкова и Кудзин. На другом ковре сейчас продолжается схватка за бронзу также в этой весовой категории, поэтому надо подождать. Если есть возможность, посмотрим, наверное, за концовкой той встречи. Ольга Балютина и Лиана Сандак. Обе спортсменки представляют сборную России. И вот последние минуты этой схватки. Да, и в пользу Сандак завершается эта встреча. 4-0 выигрывает эту встречу спортсменка. Она из ТВ, насколько я помню. Победила Лиана Сандак. И хорошая, уверенная победа. 4-0. И ждем золотой финал. Да, мы в ожидании финала. И зрелище, которое нам подарят представительницы весовой категории до 59 килограммов в главной схватке. Выходят девушки. Наталья Хроменкова и Владислава Кудзин. Вот она перед вами в синем трико, россиянка в красном. Как огонь и вода, да, как две стихии. Они сейчас сойдутся в этом финале. И кто-то из них увезет золотую медаль. Боковой судья Чулстан Сивцев. Ну и казалось по первым секундам, что в роли огня Наталья Хроменкова будет наша спортсменка, а Владислава Кудзина будет тушить ее атаки. Но вот сейчас вроде бы пытается активизироваться именно белорусская спортсменка. Именно она идет первой в атаку и близка к тому, чтобы набрать первые 2 балла, что она и делает. Да, очень уверенно начинает, да, спортсменка из Беларуси. Также хорошо она сейчас работает и в партере, хотя нет, этот прием и не удался, но тем не менее порыв он виден, атакующий порыв, действительно. Но не всегда огонь побеждает воду, скорее наоборот, поэтому может быть как раз это и происходит на наших глазах, хотя Хроменкова вот еще 2 балла. Ну, здесь, да, преимущество достаточно серьезное уже, 4-0 на первой минуте. Я понимаю тактику Владиславы. Она попыталась сначала, вернее не попыталась, а сначала посмотрела на то, что предложит ей ее соперница. Когда поняла, что опасаться нечего, сразу же стремительно пошла в атаку и подготовила ее сначала, конечно же. И уверенно набрала следом 2 за 2 баллами и 4-0 уже ведет.
И при этом еще достаточно времени и в первом периоде. А она так заряжена и постоянно в движении, что не Да. дает. Поймала кураж, возможно, да, девушка? Тем более, что две ее атакующие действия завершились успехом. Это всегда окрыляет, когда то, что задумано, оно воплощается, да, и 4-0 ведет с хорошим разрывом уже в первом периоде. Переводит руку своей соперницы. Сразу же стремительно заходит за спину. Но попытка Да, россиянка сейчас захвата. пыталась выпрямиться, да, может быть, сделать даже бросок, не получилось. И, наверное, арбитру стоит уже поднять спортсменок, не терять время. Последняя минута первого периода. Очень динамично проходит эта схватка. Не дает заскучать. Просьба подготовиться к спортсменкам на сегодня Ну и до 65 все время работает, старается работать первым номером Владислава Кудзин, когда она почувствовала этот вкус победы и почувствовала, как проходят ее атаки, она раз за разом бросается, и у нее получаются эти атаки Еще на 2 2 балла, балла. да? Ну, как минимум 2, мне кажется, да? Да, 6-0 6-0. ведет. Вот в чем не откажешь Владиславе Кудзин, так это в ее напоре. Напор и нацеленность на вот такую силовую борьбу и точные проходы, против которых, Ух ты, посмотрите, как красиво красиво. ногу Вот забирает. это да. И еще 2 балла. У нас 8-0. часто вот подобные проходы в ноги в хапсагай в национальной борьбе используются в пятку, да? Если вы помните, наш сегодня министр спорта Леонид Николаевич Спиридонов очень часто пользовался вот этим приемом, ставил в тупик своих соперников, но он был в свое время очень техничным борцом, выступал за Казахстан, Да. боролся на Олимпийских играх, чемпион Азии, призер азиатских игр, призер чемпионата мира. Борьба Якутии в надежных руках. Не только борьба, а вообще весь спорт Якутии в Да. надежных руках. Борцы, да? В руках спортсмена, который сам проходил все эти ступени, который прекрасно знает, что такое тяжелый труд, который прекрасно знает, что такое победы высокого уровня, ну и который ведет к этим победам своих подопечных. Совсем еще молодым человеком он на первых Олимпийских играх участвовал. Сейчас видишь эти кадры и понимаешь, насколько это все-таки сложно, да, эта борьба, насколько это сложный технический вид спорта. А у нас тем временем второй период начинается сразу же с атак Владиславы Кудзин, но Наталья Хроменкова пытается переломить неудачно складывающуюся для нее тенденцию. Вроде бы забирает ногу соперницы и близка была очень к тому, чтобы набрать первые 2 балла, но упирается, что есть силы Владислава Кудзин и не дает своей сопернице ничего существенного предпринять. Ну и пытается, конечно же, поставить точку. Владислава Кудзин, остается ей для этого 2 балла набрать. И вот остается также отметить точность атак белорусской спортсменки, которая раз за разом своей цели достигает. Достигает она своей цели и в этот раз. Да, и выходит за спину 10-0. Это безоговорочная победа Владиславы Кудзин, которая завоевывает 3-е золото, если не ошибаюсь, да, вот этого турнира. Да, да, это Дмитриева. 3-я золотая медаль, разыграна на наших соревнованиях. 10-0 Владислава Кудзин приносит команде Беларуси золотую медаль. Вот так иногда бывает. Казалось бы, вот судя по сценарию начинающегося поединка, вот как раз по первым секундам вот этого поединка, можно было сказать, что будет, наверное, примерно равная борьба и победит тот, кто лучше воспользуется своими ситуациями. Но Владислава Кудзин сумела набрать 10 баллов, при этом не отдав ни одного своей сопернице. Поэтому сумела Да, она очень поменять. интересно, да, у нас проходят схватки. Первое золото за Россией осталось, вторая медаль сборной Азербайджана, и вот 3-е золото уже в команде Беларуси. Хорошо, когда все-таки распределяются между командами медали, да, нет такого доминирования ни у одной команды. Конкуренция настоящая, спортивная конкуренция. И тот, кто мастеровитее, кто сильнее, действительно, сегодня тот и выигрывает. А у нас церемония награждения следующей весовой категории 55. до 55 килограммов. У нас чемпионка Рузанна Мамадова и серебряный призер Александра Булава. А вот это бронзовые наши призеры.
За третье место бронзовой Арулке, да? Кадырбек Кызы. Да. Да. А нет, Глафира Степанова, извините, я вот там такая схватка была равная, что действительно вот она как раз. Да, наша Глафира красавица, Степанова, которая Глафира. победила свою соперницу в напряженной борьбе и которая завоевала эту трудовую бронзу. Кстати, еще одна бронза у Волги Гордей, да? Гордей, по-моему, тоже у белорусской спортсменки. Очень много медалей действительно в сборной Беларуси. Это очень приятно, когда команда тоже издалека приезжает. Постоянный участник наших турниров и турнира Дмитрия Петровича Коркина и нашего турнира Романа Михайловича Дмитриева. Ну и Рузанна Маммадова, чемпионка из Азербайджана. Вот красивый пояс чемпиона на память для спортсменки Якутск 2023. Счастливая улыбка победительницы. Это дорогого стоит. И Георгий Брайко, старший тренер сборной России по юниорам, по юниоркам, вручает сертификат личному тренеру Рузанны Мамадовой. А сертификат личному тренеру на 10 тысяч рублей. Да, приятно, когда и личных тренеров, да, вот отмечают спортсменов. Именно они куют славу спорта, готовят спортсменов высокого уровня, да. Эта работа, конечно, очень интересная, но очень сложная на самом деле, да. Это же столько надо уметь, чтобы быть хорошим тренером, быть и психологом, да, и отцом, и матерью, и другом, да, наверное. Все надо уметь. Когда-то у меня тоже был такой этап в карьере, когда я пробовал себя в тренерском деле, но понял быстро, что тренироваться я люблю больше, чем тренировать. Внимание зациклено на самом себе, а на самом деле это большой талант. Вот именно забыть про себя, всю энергию свою передать своему ученику и вылепить из него, выпистовать настоящего чемпиона. Не каждому это дано, и действительно это призвание. Да, призвание и творческая, наверное, жилка нужна обязательно для этого, да. Ну, то есть талант это нужен. Я бы сказал, что оно доступно только избранным. Не случайно в итоге эти избранные потом воспитывают чемпионов мирового класса, каким был, которым можно причислить в том числе Коркина, в том числе можно и Кузнецова причислить, да. Кстати, Роман Михайлович Дмитриев тоже заслуженный тренер и СССР, и России. Он тренировал сборные команды. В общем, в спорте он покорил все высоты, да. Да, это уникальный случай. Алина Рыбкина и Маргарита Коуш, весовая категория до 65 уже килограммов, да. Россия и Беларусь. Очередное противостояние. Ну, сильнейшие команды, значит, у нас, да, женские. Да. Именно России и Беларуси. Рыбкина. Очень опасное положение, в котором находится сейчас Рыбкина. Но 5 сумела она баллов вывернуться. уже ведет, да, Рыбкина. А посмотрите, она вроде бы оказалась на настиле ковра, но Нет, ну здесь неправильные цифры, да, я так смотрю. Табло 5-2, да, 5-2 все-таки. счет, но 5-2. казалось, что уже на самом деле очень плохие положения нашей спортсменки, но нет, на самом деле там амплитуды не было, и поэтому было просто... Да. Нам надо будет предупредить наших телезрителей, что на телеканале НВК Саха наша трансляция прерывается в 7 часов вечера и пройдет другой эфир. Ну а запись нашей передачи вы сможете посмотреть, наши трансляции вы сможете посмотреть уже в 21:00. Это на телеканале НВК Саха, но трансляция на телеканале Мамонт, она продолжится.
И в прямом эфире вы сможете посмотреть все финалы. Ну и, конечно же, не забываем о том, что на wrestlingtv.ru, это сайт Федерации спортивной борьбы России, все 3 ковра доступны, тоже можете посмотреть все финальные поединки. Да, это первый борцовский стриминговый сервис, который транслирует абсолютно все крупные соревнования, и которые вы можете наблюдать от первой и до последней секунды, от корки до корки, что называется, на нашем стриминговом сервисе wrestlingtv.ru. И поэтому, конечно же, подписывайтесь, следите за новостями, за видео, интереснейшими интервью. Все это на этом сайте, в том числе я прикладываю руку к развитию этого сайта. Почему? Потому что мои интервью также выходят на этом сайте. И все самые интересные новости, все самые интересные трансляции, контент из закулисья, все на wrestlingtv.ru. А у нас тем временем продолжается схватка Рыбкина и Коуш. 5-2 впереди россиянка в противостоянии с белорусской спортсменкой. 40 секунд, чуть больше еще бороться в первом периоде. Обеим спортсменкам. Белоруска идет в атаку, но готова была к этому наступу нашей спортсменки, представительница России, и сумела выстоять. Ну а теперь сама пытается извлечь пользу с данного эпизода, но, видимо, захват белорусской спортсменки не дает ничего предпринять россиянке. В академичном ключе завершается первый период. Будет ли какой-то сюрприз в исполнении какой-либо из спортсменок? Я думаю, что нет. Так спокойно поглядывает на табло Коуш. Ну и под этот аккомпанемент звучит свисток на перерыв. Алина Рыбкина, такая рослая спортсменка. Крупным планом она только что была. Вот вашему вниманию повтор эпизода, когда вот пыталась вывести на бросок свою соперницу, она из Беларуси, ну а потом сама чуть было не накрылась. Ну да, амплитуды не было, поэтому в 2 балла оценили это действие рефери. Здесь больше даже сыграла роль то, что в опасном положении находилась наша спортсменка, которая ей грозила туше, и поэтому на волосок она была от досрочного завершения схватки, но сумела выкрутиться. Да, еще 3 минуты мы смотрим за этим бронзовым финалом. Далее нас ждет золотой финал в этой весовой категории между спортсменкой из Беларуси Дианой Глазуновой и россиянкой Кристиной Братчиковой. Ну, а далее уже пойдут финалы среди юниоров, да, юноши наши будут бороться. Тоже интереснейшие схватки. Предвкушаем. Начнем мы с больших весовых категорий. Это часто бывает у нас в Якутии, чтобы держать всех в напряжении до последнего. Потому что последней схваткой будет схватка нашего Льва Павлова против Баира Баяндуева. Весовой категории до 57 килограммов. Будет очень интересно посмотреть, да. Да, никакая это не тавтология. Он действительно лев, что по имени, что по духу своему, по характеру и манере борьбы. Тоже он из борцовской семьи. Отец тоже известный борец. Воспитал сына в таком тоже борцовском темпераменте, да. И насколько я знаю, он не представитель города Якутска, да? Он, нет, да, он из села Сунтар, это очень далеко, кстати, да, 1000 километров. В общем-то, там очень своеобразная тоже школа, интересная развивается. Ну, то есть такой вуз, район, который уже с хорошими традициями борцовскими. А это значит, что тяжелая домашняя работа не избежала его, и думаю, что в какой-то степени в том числе и это помогало им и помогает им и сейчас вот одерживать свои победы, потому что хорошая закалка. Согласен. Да? У вас тоже в Дагестане наверняка, да, очень много ребят из разных районов, да, из аулов небольших, да. Вот у меня на Олимпиаде американские журналисты спрашивали, в чем главная сила Абдурашида Садулаева. Я их отправил на страницу Садулаева, какое-то видео, где он
плугом работает в огороде, своему дедушке помогает скапывать огород и баранует, и собирает потом сено вместе там. И Магомед Курбаналиев этим же самым занимается. Я говорю, вот, пожалуйста, вот этим занимайтесь, и победа будет на вашей стороне. Конечно, это шутка, на самом деле. Это действительно, я думаю, вносит свои коррективы. Думаю, Ну, учат добавляет. трудолюбию, да, Да. во-первых. Ну и, конечно же, уважению к труду вообще. И как, насколько я знаю, не только в Дагестане, вообще в любом нашем регионе нашей страны, в том числе и в Якутии, кем бы ты ни был на ковре, там дома у дедушки, у родителей, ты абсолютно никто. Свое чемпионство ты можешь забыть, и там ты обычный работник, чернорабочий, который должен вновь и вновь доказывать свою состоятельность. Как Да. на поле, вот я знаю, два наших богатыря, даже три богатыря, братья Хизриевы, Зелимхан, и Хамзат Хизриев, и, конечно же, Анзор Хизриев. Все они являются большими пахарями постоянно. У них работа в поле. Отец время от времени то снег они собирают, то сено косят. А вот тем временем у нас интересные события развиваются в схватке Рыбкина и Коуш. 5-3 ведет представительница в красном трико, россиянка. Но очень непросто ей дается сдерживать атаки своей соперницы. Ну и за 3 секунды до конца вряд ли что-то сумеет предпринять представительница Белоруссии. Но было очень непросто и прям вот тяжело вздохнула Рыбкина. Далась ей очень сложно эта победа. Да, Обе дали спортсменки все силы девушке, да. прям Очень много рыдает. эмоций. Да. Рыдает наша спортсменка, конечно, ее можно понять. Она все силы оставила на ковре и впервые завоевала вот эту такую ценную для нее награду золото. Золото турнира, международного турнира памяти Романа Дмитриева, которая для нее является, наверное, я так понимаю, самой первой и самой большой наградой, наверное, на данный момент Да, в я ее полагаю, что так. И, конечно, карьере. эти эмоции понятны. Да, мы сейчас посмотрим финал на центральном ковре, как и полагается, да. Ну, а потом уже пойдут. Я извиняюсь, бронзовую награду, да, конечно. Да, же. кстати, нам подсказывают о том, что остается у нас минутка, чтобы попрощаться с телезрителями НВК Саха. Спасибо за внимание. Смотрите в записи в 21:00 на телеканале НВК Саха. Ну а мы продолжаем на телеканале Мамонт. Да, присоединяюсь к словам моего коллеги. Будет очень интересно, поэтому следите за трансляцией и ни в коем случае не пропустите оставшиеся финалы второго соревновательного дня международного турнира памяти Романа Дмитриева. Ну и золотой финал в этой весовой категории. Я думаю, что это будет очень интересная схватка. Конкурентная тоже. Диана Глазунова и Кристина Братчикова. Вот мы говорили о том, что это такая борцовская фамилия. Да, вчера мы как раз об этом Вспоминали, да? и действительно продемонстрировала хороший уровень борьбы. Вчера Кристина Братчикова отобралась в финал. И вот здесь в противостоянии с Глазуновой. Пока мне сложно сказать, конечно, кто здесь является фаворитом. Обе спортсменки начинают довольно-таки стремительно. И пока сейчас чуть больше давления со стороны белорусской спортсменки. Да, она захватывает центр ковра, да. Нагнетает, пытается сейчас атаковать, ищет захват сейчас. Но пока активных действий не получается. Наверное, свисток сейчас арбитра. Из центра ковра снова спортсменки начнут. Диана Глазунова, представительница Белоруссии, сейчас была чуть активнее на первых секундах. Но вот Кристина Братчикова пока еще не завоевывает балла. Хотя казалось, что она очень близка к тому, но продолжает свое наступление и разводит руками рефери. Но пытается она дожать свою оппонентку. Стремительно пошла она в атаку и почти вывела за пределы ковра соперницу. Но та сумела вывернуться в самый последний момент, что позволило ей сохранить счет равным 0-0. Ну, так продемонстрировала мощь и силу воли Кристина Братчикова и показала, что, несмотря на чуть большую активность на первых секундах соперницы, не собирается она отсиживаться в обороне. И вот сейчас уже, почувствовав свою силу, еще более активно она продолжает действия. Ну да, на первых секундах такая борьба была за инициативу. И сейчас инициатива как раз переходит к нашей спортсменке Кристине Братчиковой.
именно она первую скрипку, да, здесь задает. И снова она уже в более активном захвате. Ну и не глядя на нее, Пред- опустив голову вниз, придерживает руки соперницы И белоруска. 30 секунд как раз засчитали белорусской спортсменке, и которые как раз сейчас заканчиваются, завершаются. И один балл зарабатывает Кристина Братчикова. Ну, как говорится, не мытьем, так катанием. Не получилось вывести за пределы ковра и накрыть, то сейчас балл за большую активность получает Братчикова. В любом случае справедливо, потому что она на протяжении 1,5 минут была более активна, более заряжена на атаке, и что в итоге, пусть в небольшое преимущество, но все-таки вытекает. 30 секунд до конца первого периода. Вновь в атаке Братчикова. Пытается она забежать за спину своей соперницы. Не удается пока, но она продолжает свои попытки. И прям вот видно, какой ценой это ей дается. Прям напряжение аж покраснело. Она придерживает. Посмотрите, как жестко подбородок своей соперницы Дианы Глазуновой. Но к чести белорусской спортсменки сумела она выстоять и не дала, не позволила забрать еще 2 балла Да, россиянки. такого большого преимущества нет ни у одной спортсменки. И тоже все решится, видимо, да, во втором периоде. Только 1-0 счет, с которым завершается первая трехминутка. Ну, вот, глядя на борцовки Кристины Братчиковой, они золотого цвета, вот сможет ли она примерить на свою грудь золотую медаль? Или Которые бы шли не является к ли этой это медали. намеком на медаль, которую она собирается сегодня увезти из Якутии? Но она близка к этому, ближе, чем ее соперница. У нее в активе 1 балл есть. 1-0, но посмотрим, как дальше будут развиваться события. Вообще, пока на моей памяти золотая борцовка, сразу всплывает в голове фамилия Арсена Фадзаева. Вот именно ему принадлежит золотая борцовка, и он является полноправным хозяином. Вот, может быть, такую уменьшенную версию золотой борцовки, серебряную борцовку увез отсюда Заурбек Сидаков по Да. итогам международного турнира памяти Коркина, а вот, возможно, малую золотую борцовку увезет Кристина Братчикова. Посмотрим, как будет развиваться событие. Видите, Но пока Диана Глазунова зарабатывает 2 Да, балла. не говори гоп, пока не перепрыгнул, да, что называется. 2-1. Глазунова уже выходит вперед. Перехватывает инициативу белорусская спортсменка, но дальше дело не пошло. Поднимает рефери обеих спортсменок, и Кристине Братчиковой это как сигнал, что на, как говорится, старых заслугах далеко не уедешь. То есть на 1 балле первого периода дело все не заканчивается, и нужно работать, продолжать наращивать давление обязательно во втором периоде, потому что он является определяющим. А в нем белорусская спортсменка с самого начала, в самом дебюте уже перешла в наступление и выровняла ситуацию, вышла вперед. Вот сейчас небольшое повреждение получает. Помощь личного тренера, которая, видимо, дезинфицирует кожу или нос. Да, видимо, кровотечение небольшое открылось у Глазуновой. Ну, думаю, все в порядке, все под контролем. Сумели остановить, и продолжается схватка. Да, не откажешь в характере, да, Глазуновой. Настрой действительно очень такой решительный. Тут же Вот проход в ноги в исполнении Братчиковой удается. Еще на 2 балла она свою соперницу выводит. 3-2 вперед вышла. Продолжается атака. Пытается она выкрутить спортсменку из Беларуси. да, взяла Перевести за лампочку осуществить не удается пока. захват, но да, защищается хорошо Глазунова. Не удается закрутить лампочку. Уж больно неподатливая для этого белорусская спортсменка. Она не позволяет, как бы мощно не действовала россиянка, вот это силовое давление на белоруску пока не принесло нашей спортсменке должного результата, а добилась она его в результате стремительных действий, но никак не силовых. Вот развивать вот свои атаки чуть-чуть не удается Кристине Братчиковой. Тем не менее, 3-2 впереди спортсменка в синем трико, и пока она является фавориткой этого противостояния. Но есть еще минута 20 секунд, которые пройдут, я думаю, на одном дыхании. Просто даже не сомневаюсь в этом. Небольшое затишье перед мощным штурмом, я в этом абсолютно уверен.
Диана Глазунова пока завязла в жестких оборонительных тисках Кристины Братчиковой, но пытается продернуть оппонентку, сбрасывает руки. И вот сейчас, я думаю, попытается сымитировать проход, пытается удивить чем-то россиянку. Да, последняя минута, да, и самые решающие секунды сейчас начнут отсчет. Очень неприятный счет как одной, так и для другой соперницы, потому что 3-2 вроде бы преимущество россиянки, но одна атака может полностью перечеркнуть все надежды, а если она будет рассчитывать на вот это свое преимущество, то последние секунды дадутся ей крайне тяжело. Поэтому, конечно, желательно бы приплюсовать еще баллы, хотя бы 1, а лучше 2, для большего спокойствия. Но пока она больше занимается нейтрализацией атак Дианы Глазуновой. И вот тренер из Краснодарского края, который секундирует Кристине Братчиковой. Да, она уже абсолютно правильно сейчас идет сама в атаку, потому что на последних секундах не надо давать себя уже, да, прессинговать. И выводит за пределы ковра, балл зарабатывает. Балл заработать. Недаром говорят, лучшая защита — это атака, когда ты атакуешь, что у соперника нет никакой другой мысли, кроме об обороне. И, конечно же, время выигрываешь. И снова кидается в ноги Кристина Братчикова. Вполне все 2 секунды до конца. Грамотно. Одна. И без вопросов победа Кристины Братчиковой. Она сумела тактически грамотно завершить эту схватку, этот поединок. И несмотря на такую кажущуюся нервозность и нервную концовку, которая грозила Кристине Братчиковой, Диана Глазунова, сумела она по-своему выстроить эндшпиль этой схватки и одержала уверенно, спокойно и грамотно победу со счетом 4-2. Да, преимущество небольшое, но оно чувствовалось на протяжении большей части поединка и вылилось в золотую награду, которая сродни цвету ее борцовок для Кристины Братчиковой, с чем мы ее и поздравляем. Действительно, это был намек, очень такой явный намек, и она его сумела реализовать в золотую награду. Да, вот первые, да, минуты второго периода, когда вышла вперед спортсменка из Беларуси. Ну а далее схватка пошла уже по сценарию нашей Кристины Братчиковой. Тут надо сказать, что в весовой категории до 72 килограммов у нас не будет золотого финала. Спортсменка из Монголии Целмон Отганбат травмирована, и золотая медаль еще одна у сборной России, Анна Боева ее приносит. Да, поэтому, я так понимаю, сейчас после церемонии награждения мы переключаемся на мужскую борьбу, Да. где нас ждет масса всего интересного. Да, на ковре С мы посмотрим финал, малый финал весовой категории до 97 килограммов. Виталий Николаев и Матвей Хмель выйдут бороться, два россиянина. Ну, а в финале здесь в весе до 97 килограммов встретятся Владислав Козлов из Беларуси и Ислам Кирчуков. Второе место заняла Наталья Храменкова. Церемония награждения. Мастер спорта, Татарстан. В весовой категории до 59 килограммов чемпионка Наталья Храменкова, да? Наталья Храменкова награждается серебряной медалью и сертификатом. Победительница Владислава Кудзина. Да, золотая медаль у Владислава Кудзинки из Беларуси. Очень уверенная победа спортсменки в финале. И золотая медаль заслуженная. Награждается золотой медалью, сертификатом и поясом победительницы. За воспитание победительницы награждается тренер Владлена Выдренко. Так, чего ждем мы от финалов юниоров? Ну, конечно, Какой финал Дорогие самый друзья, интересный тебе внимание! кажется?
Но есть ли личные предпочтения для мне Владислава? видится очень интересным. Я думаю, что это будет, наверное, один из самых интересных финалов. Весовая категория до 97 килограммов. Ислам Кельчуков против Владислава Козлова из Беларуси. Это будет поединок двух титанов молодежной борьбы. Конечно же, очень интересно будет понаблюдать и за финалом Баяновского, молодого проспекта, который сказал, что еще недавно он не думал о чем-то другом, кроме как о, ну, наверное, юношеском уровне, да, но вот сейчас он перешел уже на другую ступень, и вот сейчас это первая возможность, а всегда, когда первая возможность появляется, всегда, когда это бывает дебют в финале, бывает интересно понаблюдать за спортсменом, как он себя проявит. Будет ли, загорится ли новая звезда на небосклоне. И, конечно же, безусловно, я думаю, не только для якутских болельщиков, но и в целом для болельщиков борьбы, молодежной борьбы России будет интересна схватка Льва Павлова против Баяндуева, потому что, во-первых, они уже встречались, и это будет второй этап, второй раунд противостояния, а во-вторых, безусловно, как себя проявит главная звезда сборной Якутии на этом турнире, Лев Павлов, который является, по-моему, еще финалистом прошлогоднего первенства Он страны. чемпионом был. Да. Нет, я имею в виду чемпионом вот этого турнира тоже. Да, чемпионом этого турнира. Он в прошлом году завоевал серебро на молодежном первенстве страны в Каспийске, но при этом была очень упорная борьба и против там Артема Габаева, его известного соперника, который, кстати, как он мне вчера признался, ему звонит, с ним они на связи постоянно. И, ну, правда, вчера не звонил, говорит, но месяц назад мне звонил со сборов, и постоянно в курсе, они держат друг друга, и, то есть соперники на ковре, братья за пределами, и действительно вот эта вот техника яркой, стремительной, искрометной борьбы в исполнении Льва Павлова и Баира Баяндуева, я думаю, нам обеспечено. Просто вот это будет такая изюминка, вишенка на торте в самом конце его, я думаю, поэтому вот это то, чего нам стоит ожидать. Ну и, конечно же, масса многих других схваток. Вот, например, схватка за бронзу, кстати говоря, в исполнении Демьяна Макарова. Очень интересный тоже парень, который завоевал бронзу, по-моему, недавно на Кудуховском турнире. Вот сейчас тоже за бронзу поборется. Поэтому, конечно, есть на что посмотреть. Есть на что посмотреть. Есть даже чему поучиться. Я имею в виду молодое подрастающее поколение, которое может для себя много чего перенять. Так что мы в ожидании интересных схваток. Вот сейчас завершаются схватки по женской борьбе. Да, я так понимаю, сейчас бронзовый финал, да, на ковре А проходит, ну, а на центральный... Так, не очень хорошо слышно нам, да, что объявляет. Ну да, она выиграла как раз. Это Анна Боева, я понимаю. Она радуется просто потому, что ей просто вручат потом золотую медаль. В силу того, что ее соперница не сможет выйти на этот финал. Пожелаем ей здоровья и поздравим серебряной, конечно же, наградой. Ну, а я внесу коррективы. Я сказал про Владимира Баяновского, но я вижу, что соперник также травмирован, поэтому Да, не будет. я держал это в секрете, хотел уже чуть-чуть попозже сказать. Но раз ты сказал, да, действительно, Сергей Пушкин не сможет выйти на ковер, да, его соперник по финалу в весе до 74 килограммов. И Владимира Баяновского мы тоже можем уже поздравить с золотой медалью. Эта медаль, конечно, дорогого стоит, 74 килограмма. Золото, оно всегда блестит по-особенному, да? Это однозначно. Ну, конечно, да, вот из схваток за золото у нас вот, кроме Владислава Козлова и Ислама Кельчукова, есть еще схватка в весовой категории до 86 килограммов Хумана Бехзатпура из Ирана и Влада Фризена из России. А мы тем временем посмотрим, я так понимаю, схватка Ангелины Бобрик и Мардоны Кадамовой, Россия и Узбекистан. Это бронзовый финал весовой категории до 72 килограммов, где у нас, к сожалению, золотого финала не случилось. Ну, а потом уже перейдем к юниорам. Послушайте информацию. Уважаемые спортсмены весовой категории до 97 килограммов юношей. Да, небольшая травма, да, у Кадамовой. Держится за глаза, вернее, за глаз. Медицинская помощь требуется, вот ей как раз оказывают Кадамовой из Узбекистана.
продолжается схватка. Идет в атаку Кадамова и выносит. Нет, пока еще не выносит. Она бросает уже Бросает, на 2 балла. да. Мардана Кадамова свою соперницу на 4 балла должны были оценить это действие. Нет, на 2 все-таки, да. И 3-0 ведет. Завершается первый период. 45 секунд еще бороться. Снова, да, это повреждение, видимо, у девушки. Ну, беспокоит, видимо, глаз. А вон там позади я вижу Ислама Кильчукова, который активно готовится к своему финалу заранее. Шамиль Да. Кудиямагомедов, старший тренер также. Непростой у него финал, да. Я вот Владислава Козлова вчера мы тоже отмечали, да. Такой богатырь из Беларуси. Мощный атлет. И интересный факт, интересный эпизод, который сейчас мы наблюдаем. Это вот сначала после поражения Мустафы Маладжибирова сегодня в полуфинале против Мобина Аземи его успокаивал Ислам Кильчуков. Его соперник по прошлогоднему кудуховскому турниру, по финалу, который ему уступил, кстати говоря, в 97 килограммов. А теперь Мустафа Маладжибиров настраивает на финал Ислама Кильчукова. Вот такой пример борцовского взаимодействия, борцовского братства, что приятно, конечно, не может не радовать. Это борцы из разных регионов, с Дагестана, с Кабардино-Балкарии, но одним единым коллективом они являются. Это не просто слова, это у нас такая команда, у нас настоящая дружина, не только на взрослом уровне, но и на юниорском, и на юношеском. Вот такое братство культивируется в нашем виде спорта, в вольной, греко-римской, женской борьбе. Да, всегда борцы говорят, ты всегда желанный гость, когда приезжаешь в какой-нибудь борцовский регион, да, там тот же Дагестан или куда-то еще, да вообще во всех регионах, в Москве, там, Дагестане, в Петербурге, да, везде есть свое борцовское братство, есть люди, которые любят и ценят этот вид спорта. И даже которые, они, хоть оно звучит немного по-другому, если ты куда-то приезжаешь и увидишь сломанные уши, то ты никогда не останешься без ночлега и без еды, да. У меня уши не сломаны, но тем не менее, куда бы я ни приезжал, мне всегда в борцовских регионах рады, да, и не только. Поэтому, конечно, действительно в этом есть что-то реальное, потому что не что-то, а прям большая доля реальности, потому что на самом деле борцы — это самые-самые гостеприимные, самые позитивные, самые добрые люди на свете. И какие бы эмоции ни выплескивались на ковре, за его пределами они всегда дружны. И даже твой, казалось бы, враг на ковре, он тебе становится сразу автоматически другом, как только вы сходите с помоста. Да, это действительно факт. И когда бываешь тоже даже за границей, тоже, да, где-нибудь на чемпионате Европы, мира, тоже все спортсмены, они едят один хлеб, борцы, да, у них понимают, что это очень сложный вид спорта, да, и они друг другу всегда готовы прийти на помощь. Я вспоминаю в этой связи как поездку на чемпионат Европы 2020 года в Риме, когда я полетел за счет, скажем так, главного тренера сборной России Дзамбулата Тедеева, за что ему огромное спасибо, а ночевал уже в разных номерах. Один день у Махмуда Магомедова, другой день у массажиста сборной страны, третий день у Расула Газимагомедова, и так по кругу. И в итоге главное, что в аэропорту сумки мне помогали нести Абдул-Рашид Садулаев и помогает Расул Газимагомедов просто по той причине, что у меня багаж не был включен, а у них было 2 места багажа. Вот посмотрите, какое борцовское братство, да. Курбан Шираев накормил в Макдональдсе после победы своей на чемпионате Европы. Ну и, в общем, конечно же, есть много что интересного вспомнить, это говоря о борцовском братстве. А у нас, возвращаясь на ковер в схватке за бронзу, россиянка Бобрик уступает Мардане Кадамовой из Узбекистана со счетом 0-5. Еще минута и 52 секунды бороться. Это даже не бронзовая схватка, это 5-й круг, да, я так понимаю? То есть у них круговая система. Но, тем не менее, это борьба за медали, да? Да, и вот так впервые. Ну и такой уникальный случай, когда золото уже разыграно, да? А бронзовую награду мы вот сейчас только поймем, кому достанется. И одна ли она будет или 2 бронзовые награды в этой весовой? Потому что часто бывает такое, что за небольшим количеством участников всего лишь 1 бронза бывает разыграна. Да, я вот честно сейчас не буду врать, но здесь, возможно, действительно 1 бронзовая будет, да, потому что по круговой системе. И, кстати, сегодня объявляли о том, что 125 килограммов тоже. Мы сегодня уже узнаем имя победителя.
тоже Вот по еще, круговой системе. еще опасный момент с участием Марданы Кадамовой. 2 балла еще она набирает. Да, уверенно ведет она эту встречу, набирает раз за разом баллы. 7-0 уже в ее пользу. Жалко, конечно, что беспокоит глаз, да. Опять попадает, да, в глаза. И если не знать счет, не знать, что счет в ее пользу, то, судя по выражению ее лица, казалось, что она проигрывает. Потому что ничего не получается. Казалось, да, так покачивал головой. Но на самом деле все получается у Марданы Кадамовой. Она бросает свою соперницу еще на 2 балла. Но совершает Переворот, свип да? Кадамова. Совершает свип Бобрик. Как раз таки 2 балла не засчитали представительницы Узбекистана. А вот Бобрик эти самые 2 балла зарабатывает. Бросает челлендж личный тренер Марданы Кадамовой. Но рефери поднимает обеих спортсменок. И вот будет ли сейчас рассматривать этот челлендж. Ну, 45 секунд остается. Имеет ли смысл сейчас? Ну да, девушка соглашается с этим челленджем. И, видимо, оспаривать будут они 2 балла, которые, да? Да, я думаю, что все-таки Мардана. рассмотрят этот эпизод. Вот он, тот самый эпизод. Бросается она в ноги и совершает бросок. Одновременно с этим прихватывает за ноги свою соперницу Бобрик. И вот здесь уже она Переворот, да? переворачивает оппонентку. И вот как раз те самые 2 балла, которые ей засчитали. Но вот бросок Кадамовой остался без оценки. Вот посмотрим, как рассудит рефери этот эпизод по итогу рассмотрения челленджа. Вот, мне кажется, да, вполне справедливый челлендж. Могли бы, наверное, здесь, да? Да, просто, может быть, в динамике событий рефери показалось, что все-таки не совсем это был бросок, и что она упала под воздействием как раз-таки соперницы, да, потому что она же придерживала ее. Ну да. Так тоже могли рассудить рефери. Но вот сейчас на замедленном повторе видно, что вроде бы бросок все-таки был. Да, при том, что она даже поднимала соперницу, мне кажется, да, зафиксировать можно вот этот эпизод как атаку со стороны Кадамовой. То сейчас, скорее всего, по итогу рассмотрения челленджа может стать счет 9-2. Потому что 2 балла-то все-таки россиянка Внимание! набрала, но перед этим... Кавера челлендж. Или даже не 9, а на 4, если оценят амплитуду. Нет, все-таки 2. Да, 2-2, по-моему, да, говорит. Сейчас объявляет Да, главный 9-2. старший главный судья. 9-2. Да, все справедливо. Справедливо. На самом деле, уже посмотрев замедленный повтор, мы в этом сами с вами убедились. Вот сейчас очередной пароход блокировала Бобрик в исполнении Кадамовой, которая, не мудрствуя лукаво, пошла в очередной раз совершенно как под копирку такую же атаку. Но Бобрик не позволила. Теперь она пыталась перехватить инициативу, пыталась перейти в наступление, но прихватывает также ее ногу соперница из Узбекистана. И все-таки, казалось, уже зайдет за спину россиянка. Нет, не удается ей этого сделать. Вот все-таки высвобождает руку, которую прям не хочет отпускать Кадамова. Да, из 10 последних секунд сил, да, остается до пыталась конца. Ангелина Бобрик атаковать. Но все же не удалось ей взять баллы. Ну, здесь, наверное, баллы не помогли. 7 секунд еще остается и бросается в атаку Бобрик. И на бросок выходит, но не удается ей этого сделать. Пытается она атаковать до самой последней секунды и все-таки бросает, но время остановилось. Будет ли оценен этот бросок на 4 балла? Как бы там ни было, в любом случае Кадамова побеждает, потому что уже очень велик запас прочности. 7 баллов, которые одним броском не сократить. Победительница Мардона Кадамова, Узбекистан. Да, Мардона Кадамова из Узбекистана завоевывает бронзовую награду весовой категории до 72 килограммов. В категории не олимпийская, с чем мы ее и поздравляем. А у нас на очереди мужские, малые Уважаемые и любители большие вольной финалы. борьбы, уважаемые спортсмены, мы приносим свои глубочайшие извинения за во время рождения Рузана Да, мы на ковре С сейчас посмотрим. Финал 97 килограммов, бронзовый финал. Виталий Николаев и Матвей Хмель, как мы говорили.
Вот, кстати, да, организаторы извинились за то, что не прозвучал гимн Азербайджана и сказали, что это было по технической причине, да, в честь чемпионов у нас звучат гимн и вот вернули чемпионку на высшую ступень пьедестала и в ее честь звучит гимн. Ну, вполне справедливо, конечно, любой спортсмен Конечно же. жаждет этого, чтобы услышать гимн своей страны, стоять на пьедестале, да, и это сейчас Рузанна Мамадова, чемпионка весовой категории до 55 килограммов. Особые чувства испытываешь в эти торжественные моменты, которых мы пока лишены на международной арене. Но мы верим в то, что ситуация изменится, исправится все. И тем не менее, даже в сложные моменты, когда вот на Олимпиаде, например, у нас звучал совершенно другой гимн и поднимался олимпийский флаг, который, кстати говоря, по цветам абсолютно полностью повторяет цвета российского флага. Все прекрасно знали, какой спортсмен какую страну представляет. И, конечно же, наши ребята все равно чувствовали большую гордость, там, подниматься, естественно, на высшую ступень олимпийского пьедестала. Но вообще, конечно, это всегда такое особое таинство, когда ты поднимаешься на первую ступеньку и звучит гимн в твою честь, и ты понимаешь, что ты не только это для себя делаешь, но делаешь для своей страны. И приятно бывает твоим болельщикам из этой самой страны, наблюдая, слышать гимн своей родной страны. Поэтому, конечно, вот хорошая акция была сейчас вот в Якутии, даже несмотря на то, что так получилось, что в связи с техническими причинами не удалось включить гимн Азербайджана, но потом спустя время исправились, и спортсменка вернулась с личным тренером, да, и я представляю, то есть одно дело, когда ты стоишь вместе с коллегами, а другое дело, когда тебе именно вот прям посвящено, это, наверное, даже еще вдвойне приятнее было услышать. Да, мы ждем выхода на ковер наших богатырей весовой категории до 97 килограммов. Безусловно, это будет очень интересно. Ну а пока у нас церемония награждения очередная. Это уже весовая категория до 65 килограммов, да? Да, так и есть. Чемпионка в этой весовой категории Кристина Братчикова, сборная России. И уже гимн Российской Федерации мы услышим в ее честь. Михаил Дмитриевич Гуляев проводит церемонию награждения. Отличные, красивые медали, памятные, сертификат призеров, победительницы. Очень красивая, очень красиво, да, оформлено. Да, очень красиво. Наша арена, ну и церемония тоже, да, очень красочная. Здесь действительно подошли с хорошим таким организаторским опытом и с душой, конечно же, не только к проведению соревнований, но и к проведению церемонии открытия, церемонии награждения. Это все на высоком уровне проводится. И, конечно же, запоминающиеся подарки, призы, вот такие пояса красивые. И сама атмосфера, которая царит в Дворце спорта «Триумф», она настраивает на такой позитивный, торжественный лад. И очередной гимн, который мы сейчас услышим. Российской Федерации. Ну и моменты финала с участием Кристины Братчиковой и Дианы Глазуновой. Фотографирование общее. На этом церемония награждения победительницы и призеров
до 65 килограммов завершается. Да, фотография на память. Призеры и чемпионка. Ну и наш маскот, да, символ нашего турнира. Это Борьба за снежный барс. третье место Это связано весовой с тем, что категории до нашего 97 олимпийца Романа килограммов. Михайловича Дмитриева Приглашается сравнивали на как ковер раз со снежным А. барсом, да, Инал ну и по Гаглоев, пластике, да, по Россия. стремительности Зафар действий, по красоте, Алиев, которую он показывал на Азербайджан. ковре. Please welcome on a match Вот такая Поэтому- интересная in the аналогия. weight Да, category снежный of барс. 97 kilos, the final round for the third place. Ну и Inal Гаглоев, юниоры Russia, на ковре Zaфар Алиев, Центра спортивной подготовки На ковер «Триумф». Виталий Виталий Николаев и Матвей Хмель. Два россиянина. Виталий представляет команду хозяев ковра. Сразу же с атаки Виталия Хмель начинается, Матвея Хмель начинается эта схватка. 4-0 уже ведет спортсмен в синем трико. 6-0. Уже 6-0. Да, 6-0. Ну, нам подсказывают, что фамилия Чмель. Интересно. Да, вот такое обескураживающее начало для Николаева, который, конечно, не ожидал такой прыти от своего соперника, но, тем не менее, это реальность, и сейчас уже надо подстраиваться под вот эти условия. И, конечно же, нет времени на раскачку спортсмена в красном трико. Конечно, надо ему сейчас уже как можно быстрее активизироваться, потому что нельзя отпускать в отрыв спортсмена в синем трико, который набирает 6 баллов. Да, в Уже в одной самом атаке, дебюте. да, сумел набрать он 6 баллов. Это один из самых коварных, наверное, приемов, да, переворот. И, конечно, переворот с крестным захватом с одного положения часто у нас выигрывают схватки, да. Даже на очень высоком уровне это иногда происходит. И я вот часто слышал, что предлагают, чтобы останавливать, в общем, да, ну, по крайней мере, 4 балла дали, да, но не 10, чтобы давали. Ну, мне кажется, есть в этом смысл некий, да, потому что не очень справедливо, когда вот в одном положении с одной атаки можно 10 баллов набрать, да, при том, что амплитудный красивый бросок оценивается максимально в 5 баллов, а вот переворот со скрестного захвата это уже считает, ну, как бы, ты от этого, это практически, в общем-то, такой травмоопасный, Да. да, даже, да, захват. Очень травмоопасно. От Ну, вот него сейчас защититься просто невозможно. 7-0, да. небольшое повреждение получает по итогу очередного эпизода, атакующего эпизода Матвея Чмеля Николаев, Виталий Николаев, и уступает. Мало то, что уступает со счетом 0-7, так еще и повреждение получает. Тут заморозка в исполнении медицинского штаба. Да. Прихрамывает Виталий. Явно не задалась первая половина поединка спортсмену в красном трико. Но пытается он, активной работой на руках, все-таки изменить положение дела. И вот все равно проходит, улучив момент в ногу своего соперника Матвей Чмель. И очень опасном положении находится Виталий Николаев. Уже Еще 2 балла 9-0, да. Счет. отдает. И снова работа в партере от Матвея. Очень рельефный этот И спортсмен в да, синем трико. И мощный 11-0 завершает схватку досрочно, завоевывая бронзовую награду. 97 килограммов. Да, Весовой весовая категории, да, категория. 97 килограммов. Поздравляем. Неожиданности не произошло, и как началась схватка, так она и завершилась под диктовку Матвея Чмеля. Да, у нас еще один бронзовый финал завершается на ковре А. Инал Гаглоев и Зафар Алиев. Россия и Азербайджан. Если успеем, наверное, сможем
посмотреть концовку этого малого финала. Ну а затем уже борьба за золотую медаль. Да, вот перед нами эти спортсмены: Инал Гаглоев и Зафар Алиев. Зафар Алиев проходит в ногу. 2-1 ведет он, и у него есть возможность оторваться сейчас. Да, Да, 4. активен представитель сборной Азербайджана. 4-1. Счет встречи с Иналом Гаглоевым. Инал Гаглоев, представитель Северной Осетии Алании. Возможно, представляет какой-то другой регион также, но является уроженцем этой республики, насколько я понимаю. Ну а Зафар Алиев, как было сказано выше, представитель сборной Азербайджана. Вот активен он. Продолжает наращивать давление и еще 2 балла забирает. 6-1. Преимущество до крупного доводит. Да, и представляет Гаглоев сборную России, как мы видим, да, Шамиль Кудиамагомедов и Абдусалам Гадисов. Абдусалам Гадисов в Вместе. углу у Гаглоева и Инала. Ну, тренеры нашей сборной любят вместе секундировать нашим борцам. И такой мощный кулак в исполнении заслуженных тренеров, победителей, призеров чемпионата Европы, чемпионата мира. В разных весовых категориях до 84, 86, 97 килограммов. Конечно же, опытнейший тренерский тандем наставников юниорской сборной России, который не может не давать результаты. И, конечно же, эти рекомендации очень ценными являются для наших ребят, которые они получают как до поединков, так и по ходу турниров. Часто очень эти рекомендации оказываются к месту и совершенно кардинально меняют сценарий поединка. Но вот сейчас пока не удается Гаглоеву, несмотря на то, что забирает он 2 балла, да, 3, сокращает отставание, 6. но пока не удается сравнять счет. И времени остается все меньше. Надеемся, что устроит финишный спурт Инал Гаглоев и сумеет одержать победу в этой схватке. Хотя пока по сценарию и по счету полное превосходство азербайджанского спортсмена. Но всякое бывает. Мы рассчитываем на сюрприз, на приятный сюрприз от россиянина, который к концу схватки наконец-то активизировался. И набранные 2 балла могут сыграть решающую роль и могут обнадежить нашего спортсмена. А когда ты чувствуешь, что у тебя получается, вырастают крылья и все начинает спориться. 20 секунд еще есть у россиянина, который в красном трико. Пытается он вывести на бросковую позицию своего оппонента. Вот попытка была прохода в ноги, но читал эту ситуацию азербайджанец Алиев и не позволил россиянину ничего предпринять. Меньше 5 секунд до конца. Попытка прохода в ноги, очередная в исполнении Инала Гаглоева, цели не достигает. Звучит финальный свисток. 6-3 победа Зафара Алиева, который завоевывает очередную бронзовую награду весовой категории до 97 килограммов. Да, радуется он этой победе. Конечно, Победитель Зафар оба эти спортсмена Алиев. уступили как раз Азербайджан. нашему финалисту Владиславу Козлову, да, из Беларуси, которого мы сейчас ждем в красном углу нашего ковра. Против него выйдет Ислам Кильчуков. Москва, да, я так понимаю. Москва Россия, и Кабардино-Балкария. Да, он представляет Москву, сам является уроженцем Кабардино-Балкарии, там же и живет. Тренируется часто. Вот недавно я был в Нальчике и присутствовал на их совместном сборе с Романом Власовым. Очень большую работу провел вот этот парень, Ислам Кильчуков, который таким, несмотря на молодость, уже является таким монолитным, крепким турнирным бойцом, чемпионом, победителем первенства Европы среди юниоров. Ну и здесь в этом финале весовой категории до 97 килограммов на мемориале памяти Романа Дмитриева. Я думаю, что он проявит себя во всей красе. Хотя Владислав Козлов очень серьезный оппонент. И даже сложно сейчас сказать, кто же является фаворитом в этом противостоянии. То есть равные, да, Да, соперники. победитель ли молодежного первенства Европы или же серебряный призер взрослого чемпионата Беларуси. И также победитель
международного турнира в Армении среди спортсменов не старше 24 лет. Я имею в виду Владислава Козлова, который не далее, чем 2 недели назад в Ереване завоевал очередное золото в своей карьере на молодежном уровне. Но вот сейчас сразу же начинается такая серьезная, вязкая борьба в центре ковра. И вот в чем, а в габаритах-то Кильчуков точно не уступит своему сопернику. Да, оба очень мощные, да, атлеты. И мы видели очень впечатляющий старт от Кильчукова, хотя, конечно, он еще не привел, да, к набранным баллам, но, тем не менее, показал он свои намерения очень ярко. И все-таки, обладая некоторыми знаниями кабардино-балкарского наречия, да, я все-таки, мне кажется, буду недалек от истины, если предположу, что ударение все-таки на первый слог, на второй слог ставится, потому что Ислам Кильчуков, по-моему, Кильчуков, да, да, будет правильно на кабардинском звучать его фамилия. Ну и, ну, как бы то ни было, на самом деле, каждый по-разному называет, но вроде бы, насколько я слышал, вот, находясь в Кабардино-Балкарии, именно так называли его фамилию. Ну и вот этот парень, к его чести, очень хорошо умеет терпеть в сложных ситуациях. Он это демонстрировал не только в борцовском зале, но и в зале тренажерном, когда неподъемные нагрузки предлагал ему в том числе Роман Власов, но ни разу не было намека даже на то, чтобы сдаться, намека на слабость. Терпел через «не могу». И я же говорю, вчера рассказывал об этом, да. Даже завоевал или заслужил трико Романа Власова, в котором он одержал победу на чемпионате мира в Осло. Это говорит о характере, да, очень таком настоящем мужском, да, характере. Ну и счет по-прежнему был равный, но вот 1-0 повел Владислав Козлов за счет чуть большей активности, я так понимаю, за активити добавили балл Козлову. И 40 секунд с небольшим остается до конца первого периода. И пытается атаковать Ислам Кильчуков. Но Владислав Козлов впечатлил здесь нас всех тем, что он, по-моему, все схватки завершил досрочно тоже. Ну, насчет Кильчукова я не могу об этом сказать, потому что, ну, не все схватки все-таки ты успеваешь посмотреть. А вот Владислава я видел в деле, и он действительно впечатлял. Вообще, на самом деле, стоит отметить Московскую федерацию борьбы. Несмотря на то, что они часто, конечно же, используют легионеров, но в то же время результаты, которыми может похвастаться Московская федерация, впечатляют. Тут вам и Шамиль Мамедов, один из лидеров сборной России весовой категории до 65 килограммов, который блестяще провел клубный кубок мира в Тегеране, совсем недавно завершившийся, пусть и не в нашу пользу, но вот он свои схватки выиграл. И заключительную схватку против Абдулмаджида Кудиева так на туше. Тут вам и Арслан Багаев, победитель, также участник клубного кубка мира в Тегеране и победитель красноярского турнира, Ерыгинского турнира. Ну и, конечно же, вот Ислам Кильчуков, который пока пусть и уступает по ходу финала международного турнира Романа Дмитриева среди спортсменов не старше 21 года, но, тем не менее, такую серьезную борьбу и серьезное сопротивление демонстрирует серебряный призер чемпионата Беларуси среди взрослых Владиславу Козлову. И вот второй период он на многие вопросы ответит. И я думаю, что сейчас как раз-таки некоторые точечные рекомендации тренерский штаб сборной России в лице Шамиля Кудия-Магомедова и Абдусалама Гадисова сделали. А дальше уже как их сумеет реализовать Ислам Кильчуков, мы увидим и узнаем совсем скоро. Как считаешь, каковы перспективы нашего спортсмена? Ну, я свое мнение уже так сказал, да, но не прямо, но вот действительно меня впечатлил этот парень Козлов, да. И я думаю, что, в общем-то, он действительно в этой встрече фаворит, и не зря ему все-таки балл этот дали, несмотря на то, что вот показывает все время активность Кильчуков. Он понимает, что тактическое здесь, если отдашь первый балл, то будет очень сложно потом вернуться, да, в игру, потому что здесь именно равные все-таки соперники, но все же, даже если ты отдашь небольшое преимущество, то это будет тебе может очень дорого стоить, да. А вот понимая всю сложность ситуации, Ислам Кильчуков пытается активизироваться, потому что только в этом его шанс. И вот предупреждение получает спортсмен в красном. Да, видимо так. Ну и здесь еще 2 минуты, и вполне сейчас могут засчитать 30 секунд, а потом уже, как называется, как карта ляжет, да, кому больше повезет, кто более настойчивее окажется, а может и даже удачливее, да. Ислам Кильчуков в атаке, пытается давить, пытается осуществлять. Это у него получается, скажем, да, потому что он действительно сейчас больше работает первым номером, и в середине ковра он находится, и, да, 30 секунд засчитывает.
Уже тактическое преимущество на стороне Кильчукова. Конечно, нам, безусловно, хочется, чтобы победил россиянин, но очень не хочется, чтобы исход этого поединка был решен только лишь по активности. Даже если в итоге так оно и случится, конечно, хочется больше атакующих действий, конечно, хочется больше зрелищной борьбы. И хочется, конечно, чтобы нашел в себе силы Ислам Кильчуков на такую интересную, решающую атаку. Я думаю, что их будет не так много, видимо, вот, исходя из характера поединка и его сценария, но там уже, как говорится, как Всевышний рассудит. Но минута и 10 секунд у обоих спортсменов еще есть. Балл получает Кильчуков, теперь уже преимущество на его стороне, но тут все и начинается. Владислав Козлов начинает раскрываться, и это шанс для Ислама Кильчукова. Да, вот как раз о чем мы говорили, здесь уже все может решить один эпизод. Вытянул Одно острое руки. положение, да, сейчас Ислам. ищет захват. Оба ваших Владислав. комментатора уже в напряжении, сами чуть-чуть привстали и активно сопереживают. Владислав Козлов близок к тому, чтобы зайти за спину россиянина. Ислам Кильчуков Да, держится и поднимает арбитр. обоих спортсменов. Да, уже в Кровь. крови, да, видим. Настоящий Кильчуков. боец Ислам Кильчуков. Да, вот действительно, это характер настоящий, который он демонстрирует с первых секунд этой схватки, да, сразу же пошел вперед и такой. Вот мне Ислам напоминает такого молодого медвежонка, да, такого, Да. который такой обладает недюжинной силой и который еще пока даже не вырос еще, да, то есть он молодой, да, и уже является грозным оружием, можно сказать, да, но при этом видно, что он растет и что он еще будет прибавлять, и мощи у него все будет Да, прибавляться, да. и это уже, я думаю, для его соперников, для будущих, как для будущих, так и для настоящих, не самые лучшие эмоции вызывает, да, потому что, конечно же, спортсмен растущий, спортсмен очень перспективный. И вот сейчас он это демонстрирует на уровне, пусть даже и молодого, но уже участников взрослых турниров Владислава Козлова. И равная борьба с ним. Поэтому сейчас даже очень сложно предсказать, как же завершится этот поединок. Но сейчас нас будет держать прямо в электрическом напряжении концовка финала весовой категории до 97 килограммов. Это Якутия, это Дворец спорта «Триумф», это финал международного турнира памяти Романа Михайловича Дмитриева. И Владислав Козлов. Все-таки, да, выталкивает за ковер Владислав Козлов. 2-1 заведет он в этой встрече. Но времени еще достаточно. 28 секунд это, в общем-то, На на несколько одну атак атаку точно хватит. точно, да. Как минимум на одну осмысленную, однозначно. Вот хватит ли энергии и сил, и, что самое главное, удачи. Будет ли сопутствовать удача нашему спортсмену Исламу Кильчукову? Здесь челлендж, опять же, со стороны Кильчукова, мне кажется, ну, вполне легитимный был балл. Вытолкнул, да, за ковер, и не было это в партере, в каком-то таком сомнительном положении. Да, вот сейчас посмотрим. Он пытался упираться, что есть силы. Но вот здесь его уже, да, вывез за пределы ковра. Когда уезжает спортсмен на ногах, на коленях, да, из ковра, то это, конечно же, не засчитывается баллом. Но, по-моему, все-таки чуть-чуть он заступил за ковер до этого. Да, балл и балл. Челлендж проигран 3-1. Ну, в любом случае, надо было, конечно, нашему спортсмену атаковать. Сейчас балл или 2 балла. Там уже не такая большая разница, потому что тяжело вытолкнуть за пределы ковра соперника. Вот, может быть, Да, удастся кстати, ему техническое действие какое-то. Крайне сложно это осуществить с Владиславом Козловым. Но пытается до самых последних секунд. 10 секунд до конца. Ислам Кильчуков в атаке. Бросается в ноги. Не удается достать эти самые конечности своего оппонента из Беларуси. Вот это да! 2 балла. Ну что, будут 2 балла? Нет, к Нет, сожалению, 1 всего балл, лишь да? балл, да, за Но здесь вывод. как раз нужен был этот челлендж. И 1 секунда, Да. за которую вряд ли что-то можно уже предпринять. Но она Но чисто эта попытка, символическая. это была впечатляющая попытка и блестящий финал, настоящий золотой финал в этой весовой категории до 97 килограммов. 2 блестящих атлета. Очень хорошая действительно схватка. Да. Как ты говорил, это уже взрослый настоящий К уровень. сожалению, борьба — это не баскетбол. Вспоминается бросок, по-моему, Ивана Едешко, если не ошибаюсь, да, вот это золотой бросок Олимпиады 72 в Мюнхене, когда он бросил за несколько секунд до конца, а уже попал или приземлился в корзину баскетбольный мяч уже после завершения сирены, да, но в баскетболе этот бросок засчитывается, если ты сделал его до финальной сирены. Здесь же в борьбе, если ты пройдешь в ноги своему сопернику, поднимешь его до финального свистка, а приземлиться он уже после, бросок не будет засчитан. Поэтому, к сожалению, времени практически ни на что уже не остается. 1 секунда. Бросается в ноги, все-таки блокирует его Владислав Козлов и принимает
поздравления и аплодисменты публики, которые заслуженно достаются белорусскому борцу, который уже второй турнир с начала этого года, по-моему, себе в актив заносит. Сначала И победа смотрите, да, как тепло в также международном турнире в приветствует. Да. Ереване. И сейчас победа на глазах у благодарной якутской публики, которая в борьбе уж что-что, а в борьбе-то она разбирается отлично. Наши поздравления белорусскому борцу, нашему соседу, который продемонстрировал, пусть не такой яркий, а больше силовой поединок, но Но этот поединок нас держал в напряжении, Да. как Я ты давно не сказал, да, помню, Вячеслав. Мы сами уже чуть не привставали, тоже чтобы я вставал напряжение. на протяжении комментирования поединка, это надо было постараться сделать. Владислав Козлов и Ислам Кильчуков. Объятия победителя и серебряного призера международного турнира Романа Дмитриева в весовой категории до 97 килограмм. Да, сейчас давайте, Вячеслав, выберем, да, какой бронзовый финал мы посмотрим. 86 килограммов, либо на ковре А Арсалан Бальжанимаев, Саид Джинджа, или здесь Я думаю, что, Адам наверное, Бартыханов. надо и- посмотреть Международный, финал да? с участием иностранца и России. Да, давайте на ковре С посмотрим встречу Адама Бартиханова и Мушерга Макартычана, которого мы как раз да. вчера уже комментировали, из представителя Армении. Да, на ковре С мы посмотрим. А это дочь Армана Михайловича, тоже проводит церемонию награждения. Все родные также всегда приезжают на турнир в памяти отца. И, конечно, сейчас большая работа ведется по увековечиванию имени Романа Михайловича. И церемония награждения наших спортсменок весовой категории до 72 килограммов. Победительница Амула Кадамова, Узбекистан. Кандидат в мастера спорта. Кстати, вот, да, мы ошиблись, оказывается, да, все-таки вот этот поединок между Мардоной Кадамовой и Ангелиной Бобрик, этот, он как раз оказался Стал решающим, золотым. да, за борьбе за золотую медаль, и здесь только одна бронзовая медаль была разыграна. Девушки до сих пор плачут, хотя вроде уже боролись уже очень давно, да, вот Эмоции. насколько эмоциональны, да. Хотя вроде бы уже можно было бы чуть-чуть успокоиться. Вот наша победительница. Мардона Чемпионка. Кадамова из Узбекистана. И сейчас гимн Узбекистана, гимн чемпионки. В честь победительницы звучит фотографирование общее. Общее фотографирование. Призеры, победительница и символ международных соревнований «Снежный барс». На этом церемония награждения победительницы и призеров весовой категории до 72 килограммов завершается. Борьба за третье место весовой категории 86. Итак, мы возвращаемся на ковер. Ковер С. Здесь выступают финалисты. Малый финал весовой категории до 86 килограммов. Адам Бартыханов перед вами. В красном трико Россия и его соперник Мушерг Макартычан, Армения. В синем трико он выйдет. На ковер С приглашаются гости
Адам Бартиханов, Россия, Да, остается у нас 4 весовые категории. Армения. В низкой стойке Адам Бартиханов. Мушер Мкартычан. Также выбегает уже следом за ним на ковер. Кстати, мы заметили, что есть такая группа поддержки команды Армении. Ну, понятно, что да, местная тоже диаспора армянская. Они, видимо, организованно пришли поболеть за своих земляков, что действительно очень хорошо, приятно. Флаг даже с собой принесли и очень активно болеют. Сейчас посмотрим. Бартыханов и Мкартычан. 86 килограммов. Ну, недавно на международном турнире памяти Лёва Варданянов в столице Армении, в городе Ереване, как раз-таки именно сборная Армении следом за Россией расположилась на командном пьедестале. Тебе Второе удалось место. побывать там, да? Да, я был там, работал и зафиксировал несколько интересных противостояний там, и очень на хорошем уровне прошел этот турнир, который был организован среди спортсменов не старше 24 лет. Чуть следующая, получается, возрастная категория или дивизион. Но здесь вот некоторые из этих ребят, по-моему, присутствуют. И вот в частности присутствует здесь тренер иранцев Мохсен Каве, который привел сюда очередной раз свою дружину. Ну и остается нам подивиться тому, как, с какой периодичностью и с каким завидным постоянством иранцы проявляют себя хорошо в последнее время на турнирах. Вот, кстати, и армяне довольно-таки крепким составом приехали. Тут и индус был неплохой, который вчера наблюдал схватку. Так что здесь такое хорошее, как я говорю, как уже говорил ранее, как с точки зрения представительства, так и с точки зрения самого потенциала борьбы. Ну, может быть, ты со мной согласишься, да? Помнишь, да, мы видели, ну, краем глаза видели полуфинал с участием Андроника Аветисяна в весовой категории до 65 килограммов. Он вступал за несколько секунд до конца 5-4, Да. но сделал бросок на 4 балла. Очень да, это интересно, очень был эпичный красиво. был бы. Да. Эндшпиль, вообще, на самом деле, это события этой схватки напоминали какой-то такой триллер олимпийского пошиба, Да, да? да. Ну, как, кстати говоря, которых было очень много на Олимпиаде в Токио, и, как правило, это был финал, как между Такута Атагура и азербайджанцем Алиевым, так и между Гейблом Стивсоном и Гено Петриашвили. Тут можно вспомнить и как раз-таки Хасана Яздани и Дэвида Тейлора, то есть на любой вкус можно вспоминать, и это финалы были, да, то есть финалы самого важного старта четырехлетия, а в данном случае пятилетия. Ну, вот то же самое вот здесь мы наблюдали уже в схватке полуфинала. Возможно, хотелось бы верить в это, что сегодня подобное мы увидим в каком-то из финалов. Но лучше, конечно, не с россиянами или в нашу пользу, если разве что. Выходит за спину сейчас Мкартычан. Ведет он 1-0 и еще 2 балла зарабатывает. Даже Накатывает следом один за накатывает там. другим. Там, по-моему, свисток уже был, да? По-моему, послушал немного арбитром. Ну, Он просил 5-0, да, но 3-0. Ну, там был свисток. Мне кажется, здесь зря челлендж выбрасывают, потому что... Вот армянская диаспора включается. Да. Мы ее прекрасно слышим. Даже несколько групп. Вы ее не видите, мы ее видим прекрасно. Ну и, думаю, услышали довольно-таки зычные и громкие голоса. Их не так много, но, как говорится, нас немного, но мы в тельняшках. Да. Вот они не в тельняшках, а в полосатых вот они флагах. перед Да, вот нами. как раз размахивают флагом, национальным флагом Республики Армения. И вот Мушер Мкартычан крупным планом. Ну, наверное, ты со мной тоже согласишься в том, что Армения в последние годы очень серьезный скачок вперед сделала. И на европейских чемпионатах, и на мировой арене, да, они, в общем-то, всегда на хорошем счету. Да, я сказал бы, что раньше с Арменией связывали в основном успехи в греко-римской борьбе, но есть много имен, немало имен именно в вольной борьбе. Тут и Давид Сафарян, и некоторые другие ребята, вот тот же Вазген Иванян, который сейчас появился, и Артур. Поэтому я думаю, что, конечно же, я думаю, есть сейчас много поводов у армянских болельщиков для того, чтобы радоваться успехам и верить в то, что их будет больше. И Арман Андреасян,
Он боролся за бронзу против Евгения Жербаева в весовой категории до 70 килограммов на чемпионате мира в Норвегии, в Осло, но уступил ему. И, И вот как раз вот ребята, которые вот на юниорском возрасте, да, они тоже, мне кажется, обнадеживающе выглядят. И как раз те ребята, которые здесь тоже выступают. И сегодня мы увидим с участием вот Андроника Ветисяна против впечатляющего иранца, да, Мохаммада Реза Шакири. Я, кстати, еще вспомнил, ну, конечно же, одну из главных звезд сборной Армении на данный момент по вольной борьбе, это Арсена Арутюняна. Да, да. Конечно, призера чемпионата мира весовой категории до 61 килограмма, победителя молодежного первенства мира. Ну, очень талантливого, техничного борца, поэтому плеяда талантливых борцов Армении сейчас на молодежном и на взрослом уровнях выросла. И я думаю, что в ближайшее время еще больше появится ребят, способных, вот, которых мы недавно наблюдали на турнире в Ереване. Так что успех, вот сейчас промежуточный успех Мушерга Макарчана не является случайным. Но посмотрим. Вот как раз мы о чем говорили, да, что челлендж этот, в общем-то, зря был дан, да, потому что Да, там уже был балл. свисток, и уже Бартыханов 1 балл зарабатывает за счет этого проигранного челленджа, но первый период на этом завершается 1-3. Но если смотреть правде в глаза, то все технические действия в этом периоде были совершены исключительно одним человеком, Мушергом Макарчаном, представителем сборной Армении. И даже тот балл, который сейчас достался россиянину, тоже подарил он или Мушерг Макарчан, либо же его тренерский штаб, который бросили челлендж. Поэтому пока безраздельно властвует на ковре спортсмен в синем трико. Ну вот как раз повтор этих эпизодов. Заходит за спину. Ну и в финале у И нас, накатывает. кстати, да, здесь в этой весовой категории ждет очень интересная тоже встреча. Хуман Бекзатпур, да, и Влад Фризен. Ну здесь, конечно, иранец, мне кажется, все-таки достаточно такой очевидный фаворит. Нет? Или нет? Учитывая, что наш парень тоже не лыком шит, и, как говорится, Ну, я понятно, думаю, борьба да. будет. Хотя, да, я согласен с тем, что стартовые расклады, наверное, в пользу иранца. Но вот борьба тем и хороша, как и профессиональный спорт в целом. А борьба в частности, что здесь прогнозы не всегда совпадают с развитием ситуации на ковре. Очень много значения или влияния оказывает на спортсменов, в том числе и самочувствие. И иногда вот этот часовой пояс, который сейчас не в пользу иранцев. Я уже не знаю, Влад Фризен какой регион представляет, не помню, но если он представляет какой-то из регионов Дальнего Востока или Сибири, да, то я думаю, что как раз-таки у него возможностей для адаптации было больше. И иногда вот период адаптации приходится на там 3-4 день, да, когда... Вот когда яма, да, как раз Да, спад такой происходит. спад может возникнуть. И, возможно, энергии и Согласен. силы может не хватить. Но, конечно, на это рассчитывать нашим спортсменам не стоит. Надо рассчитывать только лишь на свои силы, да. свои силы и на грамотно выстроенную тактику поединка. А тем временем сейчас уже эта тактика во второго периода помогает Бартиханову активизироваться. И, кажется, нащупал он слабые места своего соперника, но пока не сумел дотянуться до них. Но, тем не менее, обнадеживает его нацеленность на атаки. А Макарчан пока чуть сбавил активность. Полторы минуты еще остается. Бартыханов действительно во втором периоде, что называется, проснулся. И сейчас мы видим, да, 20 секунд остается до того, как он первый балл может заработать. Но бросается в ноги Макартычан. Берет на скрестный захват и вырывает ноги Адам Бартиханов и выкручивается из этой позиции. Сам переходит в контрнаступление. Вряд ли оно... Хотя нет, вы смотрите, казалось, что еще чуть-чуть и достигнет он своей цели, но 5-1 счет за минуту и 5 секунд до конца в пользу Мушерга Макарчана. Предъявляет он претензии к арбитру. На его взгляд, баллов могло быть больше, наверное, или чем недовольны тренерский штаб и представитель Армении на ковре. Нет, там тоже медицинская помощь, да, нужна. Видимо, он апеллировал к рефери, что как-то, может быть, опасно действовал его соперник. Может быть, да. Но пока у этих ребят есть повод порадоваться за своего земляка. Ведет
5-1 Макарчан. Да, борьба — это мужской вид спорта, и здесь вот такие микроповреждения не редкое явление. В греко-римской борьбе чаще всего страдают брови, и перематывают лоб. Спортсменам обычно часто это еще мешает видеть своего оппонента. Ну а в вольной борьбе в нос попадают часто, в глаза, также тычки. Ну, профессиональный спорт, борьба, спорт не для сентиментальных людей. А у нас тем временем решающая минута этой схватки пошла. И 4 балла преимущества армянского борца пока видятся довольно значительным подспорьем для Мушинга Макарчана, который и так по ходу поединка лидировал. Ну а Адаму Бартиханову, конечно же, хотелось бы пожелать точности в завершающей стадии атак, потому что нацеленность есть, но вот чуть-чуть не хватает прицельности и завершающей фазы атаки, которые пока он не смог довести до логического завершения. Выползает за пределы ковра Бартиханов, балл достается... выползает за пределы ковра Макарчан, балл достается Бартиханову. И продолжение схватки, 20 секунд до конца. Имитация прохода в ноги, теперь работает на втором этаже Бартиханов. Выходит на бросок, не удается ему этот бросок. Попытка продолжается, но кружит вокруг своего соперника, сам покидает пределы ковра. Увы, балл достается армянину. 2-6 за 9 секунд до конца. Нужен один 4-бальный бросок. Прям вот кровь из носу нужен. Надо верить, да? Захват до берет последнего. Бартиханов и сам улетает. Казалось, нет, броска не получается, но время есть. Есть бросок в исполнении Бартиханова, но нет. Без оценки оставляют рефери этот эпизод. Нет, 2 балла все-таки дают. Да, 4-6. Но они ни на что не повлияют. К сожалению, раньше надо было включаться. Челлендж бросают представители Бартиханова. Ну, не Но знаю, мне на что кажется, это повлияет. да. 4 балла, конечно, там не Нет. было, судя по тому, что мы видели. Может быть, конечно, в замедленном повторе судьи рассудят иначе, или мы увидим что-то такое, чего в динамике рассмотреть не смогли. Но В любом случае, они нам подарили Да. много эмоций, да, в концовке. Хорошая схватка. вот еще раз. В нырок в исполнении Макарчана. Бросок ему не удался. Хорошо Накрывает здесь, да, его накрывает. Бартиханов. Не знаю, вот может быть за вот этот момент еще они просят. И бросок. Нет, бросок точно на 4 балла, я думаю, оценить сложно было. А вот, возможно, вот это действие, когда он накрыл Мушинга Макарчана, возможно, за То есть него 2 в 2. сейчас идет речь. И бросали челлендж для России. Но мне что-то подсказывает, что организаторы исключительно из гостеприимных мотивов не дадут Да. победу челленджу. И да, проигрывает челлендж. 7-4 итоговый счет в пользу Мушинга Макарчана. Потому что вот такая армия болельщиков собралась на трибунах, что просто, наверное, не рискнут организаторы испортить им настроение. Да. Тем более, когда в этой схватке все довольно-таки однозначно было. И там за исключением последнего эпизода, каким бы он ни виделся эпичным, но все-таки будем честны и признаем, что ближе к победе в этом поединке был Мушинг Макарчан. Поэтому именно он и зарабатывает или завоевывает бронзовую награду в весовой категории до 86 килограммов международного турнира памяти Романа Дмитриева. Да, с чем мы его и поздравляем. Смотрим яркие моменты схватки и ждем золотой финал в этом весе с участием спортсмена из Ирана и россиянина Влада Фризина. Бехсатпур, Куманда и Влад Фризин. У нас вот последние 4 веса, да, остается, ну, после первой золотой схватки сейчас. Останется 3 весовые категории. Ну, а завтра мы увидим схватки финальные. 14:00 они начнутся. Тоже включайте ваши устройства, телевизоры. Болейте за спортсменов. Тем более, что у нас у сборной Якутии также 2
финалиста в юниорах, и одна девушка также будет бороться за золотую медаль. Я так понимаю, завтра сначала пройдут все схватки за бронзу, да? А Нет. потом за финал. Или же А так? финальные схватки, ну, наверное, также пройдут, как и сегодня. Просто часто в последнее время мы наблюдали такую практику, что сначала, ну, в угоду телевидению Да. делалось это, что сначала все бронзовые схватки, все 10 там или там все 5, и потом уже идут все золотые. Но здесь в данном случае по традиционной классической системе международных соревнований вольной борьбы в Якутии проводят турнир в памяти Романа Дмитриева. И вот сейчас вашему вниманию мы напоминаем финал Хумана Бехзатпура против Влада Фризена из России. Иранец сразу же начинает с места в карьер. Пытается он обозначить преимущество и захватить инициативу. Это ему удается. Но пока без баллов, как я понял. Кстати, он все свои схватки, по-моему, даже выиграл досрочно Бехзатпур. Это в этой весовой категории дорогого тоже стоит, да, чтобы зарабатывать столько баллов или на туше выигрывать, да. Да, Но если покидает не ошибаюсь, пределы мне ковра. кажется, да, так и было. И вот первый балл, который должен заработать Бехзатпур, но нет, видимо, Не все-таки оценили, да. посчитали, что он выпал за пределы ковра, и то есть это был непреднамеренный выход. Толкотня в центре ковра, опять остановка. Призывает к активности Владислава Фризена рефери. И сразу же пытается пробить руку снизу иранец. Придерживает корпус соперника. И была попытка прохода в ноги. Ожидал этого Влад Фризен. Не позволил он своему оппоненту из Ирана осуществить задуманное действие. Но все-таки, мне кажется, с третьей попытки выводит за пределы ковра Владислава Фризена иранец. И все равно не оценивает. Ну да, потому что как бы скользя выехал за пределы спортивного ковра. Но, тем не менее, сейчас 1 балл будет у Бехзатпура. Как Да, раз дает. activity time был засчитан Фризену. Не так, так по-другому. Но, конечно же, не могло не реализоваться его превосходство, потому что все-таки пока мы видим на ковре в атакующих действиях только одного человека. Спортсмена в красном трико Хумана Бехзатпура. Да, пока еще он не произвел ни одного зрелищного технического действия, но вот его напор, его нацеленность на атаку и его полное безоговорочное превосходство подтверждают то, что цифры на табло в его пользу. И, конечно, сейчас 2-0, а на самом деле, если так оценить по степени активности, то я думаю, что можно было бы больше баллов дать. Но в борьбе оценка за активность дается только в случае, если явно спортсмен пассивничает и всего лишь баллом она наказывается или оценивается. Поэтому пока 2-0 за 5 секунд до конца первого периода в пользу Хумана Бехзатпура, который уходит на перерыв в статусе явного фаворита. Да, несмотря на то, что действительно счет не сильно разнится, да, 2-0 всего лишь, да, но действительно атаки только за Бехзатпуром пока. Вот сразу же думается, или сразу же пытаешься найти за нашего спортсмена, подумать о том, как изменить ситуацию. И вспоминаются слова Абдусалама Гадисова, с которым мы вчера общались, по итогам его общения с Мохсеном Каве, тренером сборной Ирана, тренером и генеральным менеджером юношеской, ну, кадетской и юниорской сборной. И задавал вопрос я обоим спортсменам, тренерам, в чем главная сила или в чем главные плюсы иранской борьбы. И Абдусалам Гадисов сыграл на опережение. Он сказал, что я знаю, их главные плюсы — это напор. И вот борясь с иранцами, ты должен, во-первых, выдержать их функциональный уровень подготовки, да, ему что-то суметь противопоставить, а во-вторых, ты должен чувствовать ковер. Если ты это сумеешь сделать, то победа будет на твоей стороне. Раньше иранцы боролись чуть более вариативно. Сейчас это очень сильное функциональное физическое давление, с которым не каждый справляется. Достаточно вспомнить Амира Заре и Хасана Яздани. Вот сейчас это же самое демонстрирует и Хуман Бехзатпур. И пока Владу Фризену не удается подобрать ключи к иранскому визави, но даже несмотря на эти 2 балла, которые прямо в эту секунду забирает Бехзатпур, еще ничего не потеряно для Влада. Ну, нужно, конечно же, активизироваться, нужно заставить ошибаться соперника, нужно ему что-то такое предложить, к чему он не готов.
И, возможно, вот сейчас как раз-таки это самый идеальный момент для россиянина, потому что он пока ничего не предлагал сложного своему сопернику. И, возможно, в голове у Бехзатпура сейчас сидит, что от россиянина нечего ожидать опасности. И вот здесь как раз взять и удивить, взять и пройти, как-то взвинтить темп. Не знаю, сложно что-то советовать, но мне кажется, в этом есть надежда и возможность. Как раз советовать всегда легко, да, но воплотить это не всегда получается. Но видно, что у Бехзатпура не только вот напор и вот атакующая мощь, да, но все-таки у него и, наверное, какой-то опыт уже есть, да, и может быть даже международный, ну, на таком юниорском, может быть, уровне, да, первенство Азии. Я еще могу мира. предположить, в чем сложность борьбы с такими оппонентами. Вот недавно как раз-таки в Иране на клубном Кубке мира во время подготовки сборной России, там во время предматчевой тренировки, я так легонько поборолся с Магомедом Курбановым, представителем сборной России, 97 килограмм. Ну, борьбой это назвать сложно, потому что Магомед в буквальном смысле слова смеялся, да, так сказать, игрался со мной, но он схватил меня за кисть и говорит, если ты вырвешь, говорит, руку, говорит, то я пройду тебе за спину. А если ты будешь держать, ну, оставишь руку так, как есть, то ты будешь полностью под моим контролем. И я как ни пытался, я все равно не мог вырвать его. Настолько цепкие были объятия, вот, настолько цепкий был захват Магомеда Курбанова. Вот, возможно, то же самое происходит в схватке Влада Фризена и Бехзатпура, который кажется, что еще чуть-чуть, и наш россиянин вырвет этот захват. Но если иногда на тебя некоторые ребята кладут руку, и ты понимаешь, что там сопротивляться, ну, не то что бесполезно, а, наверное, безальтернативно. Вот сейчас Бехзатпур очередной раз выводит за пределы ковра своего оппонента. Еще один балл приплюсовывает. 5-0. Полное превосходство как по счету, так и по сценарию поединка. 50 секунд до конца этой схватки остается. Финал весовой категории до 86 килограмм. Вот как раз сейчас как будто бы пожимал руку своему сопернику. Но пока, да, в свой актив он, Фризен может только записать то, что он не проиграл сухую, да. Ну, то есть, вернее, не проиграл 10-0. Но 30 секунд держится, еще есть. Да. Нашего спортсмена, и попробовать надо. Попытаться, хотя бы попытаться. Всегда надо стараться. Да, если сегодня, может быть, даже у тебя и не получается, может быть, тебе не суждено победить, но попробовать и что-то продемонстрировать ты должен, потому что вот именно за счет вот таких вот попыток, как ты делаешь подход, и надо со штангой, да, у тебя не получается ее выжать, но за счет многоповторных таких попыток у тебя укрепляются сухожилия, связки, мышцы, и поэтому потом дальше уже тебе все-таки удастся это сделать. И то же самое здесь. Влад Фризен сегодня уступил, но, возможно, это поражение, которое в будущем станет И какие эмоции, трамплином да, к успеху. как он радуется вот этой медали, этой победе, золотой медали. Это говорит о том, что вот, да, насколько он хотел Хуман этой Бехзатпур, медали. иранец, который побеждает и сразу же после этого проявляет жест уважения, джентльменского поведения. И, конечно же, дань публике, которая приветствует нашего гостя, несмотря на то, что, конечно же, болела за россиянина, но радуется победе иностранца, который демонстрирует тоже мощную борьбу. И публика в Якутии в борьбе разбирается и, конечно же, знает, чего это стоит. За этим стоят пот, кровь и бессонные ночи, весогонка тяжелая, изнурительная. И, конечно же, те люди, которые так или иначе соприкасаются с борьбой, они это ценят. И поэтому, конечно, аплодисментами провожают иранского борца, который на замедленном повторе прямо сейчас, вот вашему вниманию, победный жест. Хуман Бехзатпур, золотой медалист или победитель Романа Дмитриева 2023 международного турнира в памяти легендарного якутского борца. Да, сейчас очередная церемония награждения. Уже награждение юниоров, да, наших. Как раз весовая категория до 97 килограммов. Владислав Козлов, наш чемпион, Ислам Ильченков, серебряный призер, бронза. Ты знаешь, Степан, я не могу отказать в удовольствии все-таки взять интервью с небольшое с Владиславом Козловым. Я поэтому сейчас Да, чуть да. отключусь, но присоединюсь Хорошо, конечно, в ближайшем да. будущем, потому что этот парень заслуживает того, чтобы с ним побеседовать. Да, согласен. Мы ждем Вячеслава. Ну а пока смотрим за церемонией награждения. Александр Николаевич Бугаев, первый заместитель министра спорта республики, проводит церемонию. Весовая категория до 97 килограммов. Кильчуков серебро,
Золото у Владислава Козлова. Так, бронзовые медали у Матвея Чмель и Зафара Алиева. Азербайджан. Ну а чемпион у нас из Беларуси. И ждем гимн этой страны в честь чемпиона. Памятное фотографирование. Церемония награждения подходит к концу. Традиционное фотографирование на память. Ну и мы приступаем к следующей весовой категории. Да, на ковре С мы посмотрим схватку Алексея Мисаченко из Беларуси и Антона Сучкова, Россия, Красноярск. Весовая категория до 74 килограммов. Как мы говорили уже, да, золотой финал в этом весе не состоится. Сергей Пушкин снялся ввиду травмы, и Владимир Бояновский становится чемпионом нашего турнира в этой весовой категории. Спортсмен из Якутии. Поздравляем его, тренеров. Спортсмены вышли на ковер. Алексей Мисаченко, Беларусь, в красном трико, и его соперник Антон Сучков, Красноярск, в синем трико. Вот как раз оба эти спортсмена уступили нашему Владимиру Бояновскому. В полуфинале Антон Сучков уступил со счетом 1-3, а Мисаченко в более ранней стадии. И такой бросок. Сколько баллов? 4 показывает арбитр, и 4-0 ведет Антон Сучков. Но здесь очень резво начинает красноярский спортсмен. На другом ковре спортсмен из Узбекистана Сардор Худоюров и белорус Артем Белоусов сражаются. Может быть, мы уже к ним скоро перейдем, потому что Антон Сучков намерен выиграть досрочно, я так понимаю. В первую минуту, первые 45 секунд уже отрыв 8-0. Если сейчас 2 балла наберет и не отдаст баллы сопернику, то выиграет досрочно. Удается пока защищаться Антону Сучкову после этого прохода. Снова поджимает к краю ковра соперника Антон. Его старший брат здесь много раз выступал. Хорошо его помним, Никиту. И за ковер заступает Мисаченко. 9-0.
Всего 1 балл остается до победы Антона. И снова баллом награждает рефери. 10-0 точный счет в этом поединке. И Антон Сучков удостаивается аплодисментов Бронзовый призер от болельщиков. Антон Сучков, Россия. Становится бронзовым призером. Ну и мы перейдем на ковер А. У нас еще много времени до золотого, до следующей весовой категории. Сардор Худаеров и Артем Белоусов на ковре А. Ну и вот традиционные повторы лучших моментов схватки Исаченко и Сучкова. Здесь счет в пользу борца в синем трико. Пока 0-1 ведет Артем Белоусов из Беларуси. Также международная встреча Узбекистан и Беларусь. Да, возвращается к нам, к нашему разговору Вячеслав. Поговорил с Владиславом, да? На что готовится, и понимал, в какой манере будет действовать соперник Кильчуков, поэтому, конечно же, сумел оказать ему сопротивление, но при этом же посетовал на то, что спал он не просто и не удавалось ему перестроиться. Вот как раз таки то, о чем мы говорили, вот эта часовая разница в поясах, она сказалась, и, говорит, поэтому сказывалось вот это не очень хорошее самочувствие, говорит, плохо спал, но при этом сумел воспользоваться ошибками соперника. При этом, конечно же, он высказал свое мнение о том, в чем ему нужно прибавить, чтобы еще и на уровне чемпионата Беларуси среди взрослых оказать более серьезное сопротивление Александру Гуштуну. Он сказал такую банальную вещь: нужно просто больше кушать. Больше кушать для того, чтобы набрать мощность, да? Да, мощь. Ну и, конечно же, посвятил победу он своей маме. Маме, которая является его главным болельщиком, которая следит за его победами и которую он с 8 марта не видел. И вот сейчас как раз запоздалый, но все-таки подарок матери, который он привезет из Якутии, из далекой Якутии, свою родную Беларусь. Вот такие небольшие расклады, да, то есть так настроение с одной стороны поднял, с другой стороны интересно что-то. Интересным поделился Владислав Козлов. Ну а у нас, я так вижу, схватка. Сардор Худаеров, Узбекистан в красном, да, и Артем Белоусов из Беларуси. Это весовая категория до 74 килограммов. Здесь Антон Сучков уже успел выиграть на ковре С. 10-0 он выиграл. Это было интересно. Да, Милавицу, Мисаченко, да, своего соперника из Беларуси, и завоевал бронзовую награду. Ну а здесь уже Белоусов ведет. Я, кстати, спросил еще у Владислава Козлова, имел ли он опыт работы с классиками, потому что Ислам Кильчуков как раз вот месяц назад готовился под руководством Романа Власова. Тот сказал, что также работал с одним из классиков Беларуси, поэтому был готов к этому, и поэтому, ну, наверное, и сложно было что-то сделать именно на руках Ислама Кильчукова, потому что Владислав Козлов мало того, что парень габаритный, так еще и имеет некоторые опыт, навыки классической борьбы, которые, в принципе, я думаю, в Кабардино-Балкарии умеют ставить, потому что надо еще вспомнить, что Ислам Кильчуков же представитель Кабардино-Балкарии, а она славится своими чемпионами по греко-римской борьбе. То там и Мурат Карданов, и Асланбек Хуштов, чего только стоят. И вот такая сильная школа. Ну вот у нас представитель, я так понимаю, Узбекистана, да, Худоерсо? Нет, Худаеров. Худоеров. Да, Сардор Худаеров и его соперник Артем Белоусов из Беларуси. Счет пока такой скользкий, да, скажем, в 1 балл ведет Белоусов. Да, Сардор Худаеров против Артема Белоусова. Ну, с транскрипцией белорусской, конечно, тяжело читается. Артем Белоусов, если так дословно читать. И вот сейчас очень близок к тому, чтобы сравнять счет, был представитель Узбекистана, но сумел прихватить ногу в самый ключевой момент этого прохода узбека белоруса и не позволить ему сравнять счет. Минута и 6 секунд до конца остается. Представитель Узбекистана крайне мотивирован, и
эту мотивацию подтверждает и поощряет близость счета и характер поединка, в котором у него прям вот чувствуется, что назревает проход и близок он к тому, чтобы сравнять счет. Время, конечно же, истекает. И вот бросается в атаку очередной узбекский борец. Вытягивает ноги представитель Беларуси, отбрасывает их и не позволяет подобраться поближе. Нагружает корпусом спину своего оппонента. И есть время небольшое для передышки. Очередной проход в ноги предсказуемо блокировал Белоусов. Но все-таки прет как танк на своего соперника. Да, Худоверов пытается взять балл сейчас, вытолкнув за ковер. И получается, по-моему, да, Да, у него накрывает 2 балла, и все-таки забирает 2 балла. Но мне кажется, да. Так, Нет, не даже 2, 4, целых 4 оценили как бросок. да. Это действие. Ну, Ну вот да, упал на спину, да. честно сказать, как бы это, наверное, не прозвучало, в какой-то степени, может быть, даже жестко, но нельзя, конечно, рассчитывать на то, что победишь, если ты постоянно оказываешься под прессингом соперника и сам ничего не предпринимаешь. Редко, когда Всевышний помогает людям, которые рассчитывают на, наверное, достоять или там дотерпеть. Часто очень, как бы обидно это не было, но заканчивается все крахом. Это очень частая, мне кажется, ошибка, да, и когда набирает какое-то количество баллов спортсмен и начинает уже пытаться сохранить эти баллы, да, потому что, казалось бы, сохранить энергию там или там, да, на следующую встречу уже начинает настраиваться, да, а на самом деле же схватка идет до последней секунды. Конечно. Но с другой стороны, иногда нельзя исключать такой факт, что в какой-то момент сценарий схватки меняется, и твой Просто соперник диктует навязывает уже, борьбу, и да, ты ничего не можешь сделать. да. Уже. Ты вроде пробуешь, у тебя какой-то резкий упадок сил, это сложно объяснить, наверное, на словах, но это нужно только почувствовать. Поэтому такое тоже может быть, и, конечно, в данном случае критика может быть и не совсем уместна, но здесь, я думаю, чистой воды то, что узбек, почувствовав в какой-то момент слабость соперника, он воспользовался и начал просто продавливать его. И в какой-то момент, всегда, когда ты прикладываешь много усилий, если ты концентрируешь что-то на... Да, поприветствуем нашего чемпиона Владимир Баяновский. Владимир Чемпион, Баяновский, да, 74. конечно, появляется в прямом эфире и на крупным планом на табло или на экранах ваших телевизоров или мобильных устройств. Владимир Баяновский, который без борьбы завоевывает золотую награду, его соперник травмирован. И это, тем не менее, нисколько не принижает заслуг якутского борца, который вчера в прекрасном стиле одержал победу за счет своего хладнокровия. Он мне вчера сказал, что я и в такой же манере буду стараться работать в финале, буду за счет своего хладнокровия, за счет проходов искать счастье в атаке. Но вот ему даже не потребовалось ничего сделать, хотя он был готов, я думаю, к тому, чтобы проявить себя во всей красе. И заслуженно завоевывает золото одной из самых престижных весовых категорий до 74 килограммов. Да, а сейчас нас ждет зрелище, я в этом уверен, потому что в красном трико в весовой категории до 65 килограммов в борьбе за бронзу выйдет Демьян Макаров из Татарстана. Да, это такой зрелищный парень. Вчера, нет, вернее сегодня, да, тоже он показал блестящие схватки в утешительных встречах. И выйдет он против Кижика Оржак из Тывы. Очень интересны тоже разные регионы, разные стили борьбы. Ну и сам по себе очень колоритный парень Демьян Макаров. Ну а в другой встрече в этой весовой категории до 65 килограммов выступит иранец Ибрахим Элахи Чуран против Адена Сакыбаева. Тоже интересная, конечно, встреча. Но нам все же придется одной из этих встреч жертвовать. И думаю, что мы вчера очень много как раз внимания уделили иранцу Ибрахиму Элахи Чурану. Много схваток его наблюдали, так что посмотрим, я думаю, Демьяна Макарова в борьбе с Кижиком Оржаком.
Ну, а потом уже нас ждут схватки весовой категории до 57 килограммов. Ну, сначала, конечно, у нас будет золотой финал с участием Мохаммада Реза Шакири и Андроника Аватисяна. Я уверен, что эта схватка тоже станет украшением сегодняшнего вечера, борцовского вечера. Ну и церемония награждения спортсменов весовой категории до 86 килограммов. Тут как раз на пьедестале мы видим и Мушу Гамбакрутчана. И, конечно же, Влад Фризан, серебряный Влада призер, Фризана. да. Ну и иранца Хумана Бехзатпура, который через мгновение поднимется на высшую ступень пьедестала международного турнира памяти Романа Михайловича Дмитриева. Его тоже, наверное, можно причислить к лучшим борцам нашего турнира. Если такой составлять какой-то, да, хит-парад, скажем так, участников нашего международного соревнования. Выиграл он все свои схватки с хорошим преимуществом и заслуженно стал чемпионом турнира. И церемонию награждения проводит заместитель председателя правительства республики Сергей Васильевич Местников. И гимн Ирана в честь чемпиона. Послушаем. Фотография на память. На этом церемония награждения победителей призеров Крупным планом завершается. Хуман Бехзатпур и его эмоции после завоевания золотой награды международного турнира Романа Дмитриева. Очень мощный и очень функционально прекрасно готовый борец. Я думаю, что кандидат на попадание в национальную команду Ирана в ближайшие годы. Но пока лидером этой весовой категории в Иране является Юнес Эмами, который уже боролся с нашим Заурбеком Седаковым на Лиге подобного в Бишкеке, уступил ему. Сейчас вот недавно победил Тимура Бежоева на клубном Кубке мира в Тегеране. Но вот, возможно, совсем скоро... Ой, кстати, извиняюсь, это, конечно, другая весовая категория, да, 86 килограмм. Да, здесь уже нет. Здесь я уже слишком поторопился. Хасан Яздани, конечно же, является лидером, непререкаемым авторитетом не только иранской мировой борьбы, но я думаю, что ему тоже нужна смена. Возможно, Хасан Яздани попробует себя в ближайшие годы в следующей весовой категории, потому что он любит менять категорию. Он побеждал в категории до 74 килограммов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, как раз-таки нашего Анивара Гидуева, в той вот такой очень эмоциональной схватке, с которой многие до сих пор не согласны, с действиями врача, который перебинтовывал голову, да, нашего борца. Но в дальнейшем, может быть, и смена категории такая же будет в исполнении Хасана Яздани. И засветится звезда Хумана Бехзатпура в ближайшее время. А у нас Демьян Макаров против Аоржака. Да, Кежик Аоржак и Демьян Бронзовая Макаров. схватка весовой категории до 65 килограммов. Демьян Макаров неплохо проявил себя на недавнем, в прошлогоднем турнире памяти Бесика Кудухова, тупиковом первенстве страны. Вот в этой возрастной категории завоевал он там бронзу. И вот сейчас также за бронзу борется уже на международном турнире памяти Романа Дмитриева. Да, Демьян Макаров сегодня очень такие яркие поединки провел. Да все его, по-моему, поединки с его участием. Смотри, как уже выносит за ковер и балл зарабатывает. Очень мощный парень, он призер первенства России. И очень внимательно также за ним наблюдает и тренерский штаб нашей команды в лице Абдусалама Гадисова.
Ну и внимание тоже мы видим очень серьезное со стороны и зрителей. Все тоже ждут от этого парня. Ух ты! Вот Вот красиво это да! поймал Кааржак соперника. 2 балла, да? И работает в партере Кеджи Кааржак. А даже 4 балла. 4 балла здесь. Вот так Посчитали, меняется да. расклад силы. И- Посмотрите, еще накат. 6-1. 6-1. Вот это да. Какая встреча. И еще один переворот получается у Кеджи 8-1. Кааржак. Вот это 8-1. да. И хочет еще. Вот это то, о чем мы говорили, почему спортсмены не развивают свое преимущество. Вот сейчас как раз-таки обратную сторону медали продемонстрировал Ооржак, Кеджи Кааржак, который прошел, бросил еще и дальше, потом развил успех и серию накатов совершил. 8-1. Очень сложно сейчас будет отыгрываться Демьяну Макарову, но здесь как раз и проверка на характер и на мотивацию спортсмена. Поймал, да, на движение, на атакующем движении Макарова Кстати, тувинец. чем хороша и чем плоха Борьбу одновременно, за третье наверное, место вольная борьба, вот ведут конкретно применительно к этому спортсмены эпизоду, да, к тому, что схватка может закончиться не всегда в твою пользу, и иногда просто ты случайно пропускаешь какой-то захват, и дальше тебя ловят там либо на скрестной, либо... И там два варианта. Либо ты травмируешься, либо ты, конечно, подчинишься и отдашь все баллы, и, возможно, уступишь сразу же досрочно. И в этом, наверное, плюс каких-то таких спортсменов, которые могут по всей дистанции, которых может и не хватить, и которые могут уступить, но они вот удачно подловят своего соперника на каком-то движении и выигрывают. А с другой стороны, минус в том, что явный фаворит может тоже попасться в такое сложное положение и рискуя Вот своим смотри, здоровьем. ищет захват. Демьян Макаров хочет он тоже на 4 балла. Вот это да! Бросок Вот это, красивый. вот в это исполнении бросок. Демьяна Макарова. И 5 туше. баллов. И туше. Вот это да! я же говорил, вот с участием этого парня надо смотреть обязательно такие схватки. Это просто что-то невероятное. Я же говорю... Ох, Ух посмотрите, ты. потерял сознание. или По-моему, что? да. Да, видимо, от резкого Да. броска, видимо, давление упало и Кто-то, приводит в да, чувство но сейчас очень Кеджи амплитудный Кааржака. был бросок. Я просто Невероятный даже сердце, просто да, вот. по красоте и по динамике эпизод, в котором Демьян Макаров совершил фантастический буквально бросок и тут же прижал к настилу ковра своего оппонента. Я уже тогда сказал, что этому парню можно давать специальный какой-то приз за волю к победе и так далее, да? Это что-то невероятное. Он Я невероятный просто... парень просто, да. И при том, что это Татарстан, ну, конечно, и к спорту там отношение особое, и понятно, там очень много спорта в Татарстане, но вот именно вольная борьба. Не скажу, что это самая такая, да, популярный вид спорта. Мне очень интересно сейчас будет узнать, что же все-таки такого. Вчера я ему говорил Абдусалам Гадисов, он целых 5 минут с ним беседовал, с Демьяном Макаровым. И поэтому, конечно, прямо сейчас я думаю, что мне нужно будет отлучиться ненадолго и побеседовать с этим парнем, потому что это заслуживает того, чтобы Да, пообщаться. я с тобой согласен и полностью поддерживаю, потому что это действительно один из героев нашего турнира. Он запомнился всем своим беспримерным характером. Он просто мощный. Просто в кино таких людей можно снимать, потому что, посмотрите, сколько баллов он отдал. В одной атаке, да, 8 баллов взял Кеджи Кааржак. Прекрасный вот здесь отработал спортсмен из Тывы, но вот этот бросок, конечно, конечно, очень... И рука, как мы видим там, да? Да, травмировал руку, видимо, Кааржак. Ну тут, наверное, да. Слабонервным, наверное, лучше такое не повторять, мне кажется. Ну и переходим мы на ковер С, где проходит другой бронзовый финал. Ибрахим Элахичуран из Ирана и Аден Сакыбаев из Кыргызстана. Тоже оба очень классные схватки показали вчера. 2 балла зарабатывает иранец. Да, пожелаем здоровья, конечно, Кеджи Кааржаку. Но в борьбе бывает всякое, конечно, но здесь
Это был, конечно, очень драматичный, скажем. Сакыбаев тоже парень не лыком шит. 2 минуты остается. Я думаю, что он еще может себя показать в этой схватке. Вчера он в полуфинале, вот на последних секундах схватки уступил будущему финалисту Андронику Аветисяну. Ну а в предыдущих встречах показал себя просто блестящим тоже атлетом. Очень так же, как и его соперник, и на 4 балла сейчас поймал Элах Хачатурян и выигрывает на туше. Не упустил соперника. Поздравляем Ибрахима Элах Хачатуряна. Помогает сопернику встать, подбадривает его, да, говорит, что надо принять это поражение, это борьба, это спорт. Здесь всегда есть победители, но есть и всегда проигравшие. Надо всех наградить аплодисментами, поблагодарить за борьбу. Да, и нас ждет сейчас золотой финал в весовой категории до 65 килограммов. Это будет очень интересный финал. Мохаммед Реза Шакири, Иран, и спортсмен из Армении Андроник Аветисян. Возможно, наверное, самая конкурентная весовая категория нашего турнира. Не в плане количества участников, а в плане класса спортсменов, которые выступали в этой категории. Владимир Флегонтов в недалеком прошлом наш атлет, и приветствует он нас, и мы ему тоже, конечно, передаем привет. Много он радовал наших болельщиков в своей спортивной карьере. Вот он, Андроник Аветисян, перед вами с синего угла, и его соперник в красном Мохаммед Реза Шакири. Оба борца показали очень яркую борьбу в первый день соревнований и вышли заслуженно в финал. Да, показывать не надо пальцами, да, тыкать соперника. Чревато это травмой. Шакири много схваток выиграл досрочно. Очень настойчивый парень. Вот о чем говорил Вячеслав, да. Постоянный прессинг и блестящая физическая готовность. Впрочем, об атлетизме можно говорить и об Аветисяне Андронике. Да, свисток арбитра призывает активнее бороться Аветисяна. Ну а Шакири не будет менять стиль своей схватки. Он будет идти вперед и все время прессинговать. Предупреждение Аветисяну. Полторы минуты прошло, пока без разыгранных баллов. Пока равная схватка. Ну, конечно, больше атакует Шакири. Видно, что нацелен он на победу. Ух ты, здесь кто первым вышел за ковер?
балл показывает в пользу Аветисяна, да? 1-0 ведет Андроник Аветисян, спортсмен из Армении. Да, подзывает руководитель ковра. Да, и боковой арбитр тоже подходит, советуется. Да, показывает, что по 1 баллу или... Итак, я вновь в эфире. Зарядился энергией Демьяна Макарова, который разложил буквально по полочкам свои перипетии, свои схватки. Ну, там и Абдусалам Гадисов поучаствовал, он сказал, что нельзя отдавать так много баллов, очень мало возможностей потом бывает отыграться. Твой случай это исключение. Но я смотрю, у нас Да, Шакири Аветисян. отличнейшая Впереди схватка, иранец. финал. Да, пока 1-0 ведет он. Вытолкал за ковер, еще раз это у него получается. 2-0 ведет. Но мы ждем возвращения или камбэка Аветисяна, который знаем, что умеет это делать и умеет делать на последних секундах даже. Ну, я думаю, что в этот раз он до самого последнего момента не будет доводить. А говоря или вспоминая про Демьяна Макарова, он говорит, что это в порядке вещей для него. Он там 17-10 побеждал с баскетбольными счетами, там еще сколько-то, там 11-9 или что-то в этом роде. Да, я говорю, поэтому мы как раз перешли на этот ковер, чтобы посмотреть на этого парня. И, кстати, очень интересным является, или любопытным является тот факт, что несколько месяцев назад, в декабре, на Кудуховском турнире он завоевал бронзу в весовой категории до 61 килограмма. Потом он поднялся сейчас, дебютировал в следующей весовой категории олимпийской, 65 килограммов, и тоже начал с бронзы, которая, на мой взгляд, и не только, наверное, равняется по качеству золоту. Да, я вот уже говорил о том, что вот весовая категория до 65 килограммов именно по качеству и по составу участников, наверное, самая конкурентная была на нашем турнире. И Да. самые сложные соперники собрались именно здесь. Самые мастеровитые парни. Но пока ведет иранский спортсмен. 2-0 Шакири. Ну и Мухсен Каве важные и ценные рекомендации своему подопечному дает. Вот когда Мухаммад интересно, Реза да? Шакири. И Али Азими, если не ошибаюсь, зовут отца Мобина Азими, Мухаммада, который также здесь в качестве секунданта. Присутствует. Да, и второй период. Иранцы вообще очень так монолитно здесь действуют. Они не успели отбороться на ковре. Тот же самый Мобин Азими или Алирза, и которые сразу же бегут потом к соседнему ковру, секундировать, переодеваются и тут же помогают, подсказывают своим партнерам по команде, переживают даже больше, чем за самого себя. И вот такой слаженной командой они, конечно же, наверное, дают хорошую мотивацию друг другу, что и выливается вот в результат. Не все побеждают, но, во всяком случае, такое большое представительство в финалах, оно, я думаю... Они именно выступают единой командой, да? Да. Это всегда придает сил, да. Даже вот, действительно много раз от спортсменов такое слышат, которые именно в одиночных, да, даже видах, в единоборствах именно выступают. Боксеры, борцы всегда говорили, что тоже, когда команда чувствуется за спиной, поддержка, всегда легче выступать. Это Да, помогает, передает сил. Совершенно справедливое высказывание. А вот здесь у нас по-прежнему продолжается монополия или гегемония иранца, который пока доминирует в схватке с Аветисяном. О чем ты говорил, да, постоянный прессинг, постоянный напор, блестящая физическая готовность, атлетизм. Да, это очень тяжелые, изнурительные тренировки в повседневной программе. И такая, конечно, еще природная выносливость, но она зиждется на очень большой работе на ковре и многочасовой, многоповторной работе в борцовском зале, в том числе и в зале силовых тренажеров.
Ну и Аветисян также прекрасно готов функционально, но пока ему не позволяет подобраться к себе Реза Шакири. Вот сейчас очередной раз пробивает руки своего соперника иранец. Нагружает корпусом и выдавливает за пределы ковра. Аветисян подпрыгивает прям, чтобы устоять, но все-таки покидает пределы ковра. И еще балл достается Мухаммаду Резе Шакири. 3-0 в пользу иранца. И чуть меньше 1,5 минут до конца тренер армянской команды увлеченно следит за происходящим на ковре. Времени еще достаточно, да, но пока просто, да, рисунок один и тот же, пока ничего не может противопоставить Аветисян атакующим порывом Шакири. Вот этот захват. Да. Вообще иранцы очень вдохновляются поддержкой публики. И в данном случае, наверное, все-таки якутская публика или поддержка публики, она тоже им действует в какой-то степени на руку, потому что когда они слышат шум, неважно, за тебя или против тебя, они как бы Да. адресуют это Да, свой адрес. согласен, да. Одни из самых громких тоже фанатов, они именно в Иране. Точно да. так же в финале чемпионата мира Осло 2021 Загир Шахиев, борясь против Яздани Амир Мухаммада из Ирана, весовая категория до 70 килограмм, до 65 килограммов тогда, а сейчас уже 70 килограммов оба спортсмена перешли. Так вот, Загир Шахиев, несмотря на ожесточенную поддержку огромной иранской диаспоры, которая проживает в Осло, в Норвегии, тем не менее, сказал мне потом в финальном интервью после блестящей победы над Яздани, что он слышал эти крики и представлял, как будто это его поддерживают болельщики. И это ему помогло выиграть. Да, тут какие-то психологические свои приемы, да, моменты, которые спортсмены могут использовать. Но здесь, как мы понимаем, больше болельщиков даже Армении, как мы понимаем, и они, может быть, действительно дают сил и Шакири в том числе. Это точно. Меньше 12 Вот секунд это до да. конца. В атаке по-прежнему Шакири. Ну а Аветисян пытается изменить ситуацию на последних секундах. Вот, К время. сожалению, для него времени не Ух остается. ты! Но вот этот бросок. Карусель такая своеобразная, которую исполняет иранец. Она остается без оценки, но 3-0. 3-0, финальный свисток и радостное лицо Мухсена Каве, который предлагает бросить челлендж, по-моему. Или что? Или возвращает Нет, своего нет, он сказал просто вернуться, да. подопечного Вот на ковер. такой, да, очень строгий, видимо, да, тоже тренер. Сразу же осадил своего подопечного, несмотря на то, что он только что заработал золотую медаль. Да, и я, кстати, наблюдал за другим тренером тоже, Али Азими, который, несмотря на победу Али Резаи в 1/4 финала, сразу же погнал его делать рывки. Да, то есть, как бы, вроде бы, казалось бы, после этого, наверное, можно и Надо сесть, и отдохнуть, расслабиться, да, но чуть-чуть. только не в иранской команде. Да. Ну и конкуренция там, наверное, да, очень высокая. Вот мы смотрим повторы ярких моментов золотого финала в этой весовой категории. Поздравляем сборную Ирана. У этой команды уже сколько золотых медалей будем сейчас подсчитывать. Бехзатпур, Шакири. Две золотые медали, и сегодня у них 4 финалиста, по-моему. Да, одна медаль еще у Белоруссии, 97 килограммов. И еще у нас какие весовые категории? 61 килограмм? Нет, 57 килограммов у нас сегодня. Да, и 74, кстати, да, у нашего Да. Владимира Баяновского золото в России. Надеемся, что еще одно золото также уедет в Россию. Нет, то А, в любом то есть, случае в любом оно случае будет, будет. да, у России, потому Россия. что Баир Баяндуев и Лев Павлов оба. Да, оба представителя нашей команды. Но тут уже чисто бурятско-якутский, да, по-моему, финал. А сейчас давайте посмотрим на церемонию награждения, потому что Владимир Баяновский, да, наш воспитанник Якутской школы вольной борьбы, сейчас зайдет на высшую ступень пьедестала почета, а пока медаль на шее у Антона Сучкова. И так, весовая категория до 74 килограммов. Антон Сучков и Сардор Худайоров, Узбекистан. Ну и тоже жаль, конечно, что мы Сергея Пушкина не видели схватку в финале, но тем не менее смотрели многие его схватки в предварительных поединках. Ну и Владимир Баяновский, как его тепло приветствует публика.
чемпион весовой категории до 74 килограммов международного турнира «Мемориал» Романа Дмитриева. Пояс чемпиона, золотая медаль, сертификат. Ну и, конечно, награда для личного тренера. Конечно, видно, что очень рад Владимир. Поздравляем. Ну и поздравляет Павел Павлович Пенигин, олимпийский чемпион. Ну и гимн Российской Федерации в честь чемпиона. Фото на память. На этом церемонии награждения победителей призеров весовой категории до 74 килограммов завершается. Спасибо. Да, сейчас мы переходим на ковер А. Николай Заболотский, также еще один воспитанник Якутской школы вольной борьбы, выйдет бороться за бронзовую медаль весовой категории до 57 килограммов. Его соперником станет борец из Тывы Айслан Мангуш. Параллельно будет идти финал в этом весе между Ибрахимом Хари, Иран, и узбекским борцом Бехрузбеем Туранмуратовым. Николай Заболотский сегодня в утешительных схватках 2 встречи выиграл. Очень хорошо себя проявил, и у него есть хороший шанс выиграть бронзовую медаль. Да, уже заговариваюсь, извините, дорогие телезрители, все-таки с 10 утра в прямом эфире практически без перерыва. Это очень Это непростая такой, нагрузка. да, тоже своеобразный марафон. У меня уже немного скулы сводит, если честно. Вот провести это время на комментаторской позиции, просто провести очень непросто. Извините за тавтологию, но провести это время эмоционально практически нереально. Да, потому Ну, что, да, да, тут надо немного тоже распределять, опять же, силы, эмоции. Тем более, что у нас не последний день еще, да. остаются еще финалы завтра. Напомню, в 14:00 начнутся схватки. Ну и голосовые связки тоже немного. Конечно же, тот, кто не присутствовал на комментаторской позиции, он не совсем поймет, наверное, но, поверьте мне, очень непростое это дело. Как-то вот, я же говорю, в Токио, когда на Олимпиаде работали, и начиналось все с того, что мне Ян Баранчук предложил в составе комментаторской команды Матч ТВ покомментировать одну или там пару схваток. Ну, я согласился, а когда уже дело пошло, он в основном-то один должен был это делать. И он предложил, говорит, знаешь, неплохо у нас получается, давай вместе вдвоем. И я не мог представить, что это все так настолько тяжело и долго все это длится. Когда ты стоишь у бровки, да, или там рядом с ковром, то для тебя время быстрее летит. А когда тебе надо что-то придумывать и рассказывать, и как-то комментировать, особенно не всегда зрелищные эпизоды, то тут уже приходится, не знаю, прыгать выше головы своей. Но хороший опыт, конечно же, хороший опыт импровизации. Человек, который работает комментатором, он точно не затеряется в жизни, он точно знает, что сказать и когда сказать. Да, внимание на ковер. Николай Заболотский, Айслан Мангуш. Якутия и Тыва на ковре. Эта схватка
малый финал весовой категории до 57 килограммов. Самая легкая весовая категория олимпийская. Заболоцкий красный, Монгуш синий. И вот такая довольно-таки стремительная борьба с самых первых секунд схватки. Чуть больше полуминуты прошло, но пока, несмотря на то, что технических действий произведено не было, но активная подготовка ведется как одним, так и другим спортсменам. Постоянные швунги, постоянная работа в полуприседе. Сосредоточенные взгляды и упор на руки. Пока именно в таком ключе развиваются события. На ковре. Кружат соперники друг вокруг друга. Не отпускает захвата Монгуш. Но Заболоцкий тоже придерживает руку своего оппонента. Сейчас и прихватывал шею. Призывает к активности обоих спортсменов рефери. Вот Монгуш начинает напирать. Сбрасывает руки Заболоцкого. Но в атаку дальше не пошел, потому что позиция для атаки была не особенно удобная. Заболоцкий пользуется напором своего оппонента. И вот сейчас, сбрасывая руки, пытался перейти в наступление Монгуш, но увернулся от этого. Действия его соперник. И минута ровно остается до конца первого периода. Упорнейшая борьба. Никто не хочет уступать. 1 балл достается Заболоцкому за пассивность Монгуша. Хотя на самом деле это, наверное, очень сложно кому-то отдать явное преимущество, потому что упорная борьба практически на протяжении всех 3 минут идет первого периода. Да, действительно, очень равные соперники. Но, как мы видим, все-таки Заболоцкий вот в последнюю минуту точно уж гораздо активнее и Ногу зарабатывает уже, да, трудовой балл. Выводит за пределы ковра и 2-0. еще упрочивает свое преимущество. 2-0. Да, именно в таком ключе он также выиграл свои утешительные встречи, которые мне удалось наблюдать. Поэтому, ну, в общем-то, у меня была надежда, что этот парень сможет зацепиться за награду, за медали. Ну и характер видно, что у парня тоже есть. Это всегда... Ну, конечно, наверное, нет борцов, которые, можно сказать, мягкохарактерные, да. Ну, наверное, есть не очень дисциплинированные, да, в общем-то, спортсмены. Все разные, конечно, да, люди. Но бывают те, которые особенно, да, вот, сильны именно своей ментальной силой, да. Безусловно. Так оно и есть. И чаще всего как раз таки вот именно те люди, которые большую ставку делают на психологию, которые сильны вот именно ментальной своей подготовкой и философией, они чаще всего добиваются, может быть, даже большего, имея меньше данных, возможно, природных. Но сейчас при равной борьбе уходят на перерыв при счете 2-0 в пользу Заболоцкого. Спортсмены, я напоминаю, что это малый финал весовой категории до 57 килограммов, мемориал Романа Дмитриева в Якутске. Дворец спорта «Триумф» на протяжении 2 дней живет яркой, зрелищной и крайне интересной борьбой, которая держит напряжение и не отпускает болельщиков даже покушать. Иной раз я наблюдаю такие эпизоды, когда не могут даже пойти поесть ни эксперты, ни там специалисты, даже борцы прямо в зале кушают, потому что не хотят пропускать интересные события, которые здесь следом друг за другом идут. А между тем, надо сказать, что мы трансляцию финалов только, да, вместе с открытием начали в 5 часов, а у нас уже 9 с лишним сейчас, да? Да. Уже 4 с лишним часа, и трибуны у нас по-прежнему ждут финала, ну, конечно же, в этой весовой категории больше всего. Да, это очень интересное, но в то же время крайне напряженное и, я бы сказал, утомительное действо, потому что оно, я бы сказал, это действо для настоящих профессионалов и очень выносливых людей. Что на ковре, что за его пределами. Но вот сейчас Монгуш вывел за пределы ковра своего соперника.
но балла не будет. Вот, дырок в исполнении спортсмена в синем также не приводит ни к чему. 1,5 минуты остается. Ну, Николай Заболотский пока ему удается. И здесь он из непростой ситуации сумел извлечь пользу. Ох ты, накрывается здесь, совершая переворот. 4-2 счет сейчас будет, я так понимаю, да. И минута 10 секунд. Очень интересная сейчас была ситуация, когда атаковал Мангуш. Сумел в контратаке Заболотский взять 2 балла. Ну а потом уже обратная ситуация, когда пытался переворот сделать Заболотский Николай. Мангуш сумел его поймать на этом движении и 2 балла заработал. Да, постепенно к концу этого поединка, к его последней минуте, вырисовываются контуры, что все-таки Заболотский не только по счету, но и по характеру поединка видится лидером, фаворитом. Но в то же время сложно предсказать, как в итоге обернется схватка, потому что не оставляет своих попыток Монгуш, не оставляет он попыток сравнять счет и несколько раз был даже близок к тому, чтобы это осуществить. Но вот Заболотский не дремлет 2 балла и воспользовался ошибкой очередной Монгуша, упрочив свое преимущество. 6-2 счет за 25 секунд до конца. Попытка наката в исполнении Заболотского. Не проходит. Здесь он тоже очень, мне кажется, тактически грамотно тоже. Ну, просто надо чуть-чуть потянуть время, что убить, что называется, пару секунд тоже. Тем более, что ты сам как спортсмен тоже прекрасно знаешь, что последние секунды, они текут очень медленно, да? Когда 100%. ты выигрываешь, да. Мне один раз борец сказал, знал бы ты, как долго эти секунды длятся. 5 секунд Да, до конца. и Попытка еще была 2 вынести на балла. бросок своего соперника. Красавец Монгуша. Николай Заболотский, как обрадовал свои трибуны болельщиков, видимо, персонально, да, которые В едином пришли порыве, поболеть да. за него, ну и земляков Аплодируют. порадовал. И команде принес бронзовую награду. Поздравляем Николая. Сегодня был его день, и он показал себя сегодня просто блестяще на самом деле, потому что, ну, не всем сегодня достанется золото, да, в этой весовой категории, где выступали 38 спортсменов. Он стал На минуточку, да? третьим, да, бронзовый призер. Мне кажется, это тоже многого стоит, и будем надеяться, что этот парень будет расти, развиваться и вырастет в большого мастера. Вот этот роковой эпизод, когда Да. попытался выйти на бросок и до этого попытался пройти в ногу Монгуш, но попался на ошибки, и Николай Заболотский мастерски воспользовался этой оплошностью, сумев реализовать свои планы и перевести ее в свои дивиденды. Да, мы переходим на ковер С, где продолжается другая бронзовая встреча. Ибрахим Хари и Бахрузбей Туранмуратов. Иран и Узбекистан. Счет на табло 11-4 в пользу Хари. И последняя минута, видимо, ничего не решит. Да, Хари очередную медаль принесет сборной команде Ирана, которая блестяще выступает на нашем турнире. По-другому Да, не скажешь, да. 57 килограммов, извините, это истинно российский вес, поэтому как Да. бы там ни хотели иранцы, но пока в последнее время, конечно, они существенно прибавляют. Вот сейчас над Рамизом Гамзатовым одержал победу Ахмадинежад, и в том числе принес важное очко в копилку общей командной победы сборной Ирана. Но, тем не менее, 57 килограммов — это за Уругвай, олимпийский чемпион нашей страны. Это в том числе Начин Монгуш который выступал в этой весовой категории, но сейчас он то 57, то 61 выступает. Это и Азамат Тускаев, ну и, конечно же, это вот Лев Павлов, которого мы ждем на ковре Центра спортивной подготовки Дворца спорта «Триумф» в городе Якутске в решающем финале, который будет венчать собой второй соревновательный день турнира имени или памяти Романа Дмитриева. И с минуты на минуту, а даже, может быть, с секунды на секунду это и произойдет. А пока мы поздравляем иранца Ибрахима Хари с бронзой. И вот такой глубокий поклон он делает публике в честь, в знак уважения за такую поддержку и за оценку его. И вот, посмотрите, О, красавец! гимнастическое представление в исполнении иранца, который сделал красивое сальто, даже каскад приемов. Нет, молодец, действительно, Хари, да,
вчера, конечно, у него тоже были эмоции. Была непростая схватка, да, и сейчас, но он отблагодарил и публику, и, в общем, порадовался медали. В общем, ну, парень молодец. В чем Что вызывают скажешь, да. симпатию иранцы, так это в том, что мало того, что они классно борются на ковре, так они еще и артисты хорошие. Да? Да. Они не часто радуют нас своими какими-то акробатическими этюдами. Может быть, кто-то поет песни, кто-то еще что-то. Ну и, конечно же, вашему вниманию финал. Главная схватка второго соревновательного дня международного турнира памяти Романа Дмитриева. Лев Павлов против Баира Баяндуева. Оба спортсмена представляют Российскую Федерацию, Республика Саха-Якутия, Саха-Якутия и Республика Бурятия. И, конечно же, сейчас мы ждем каскад приемов и бурю эмоций, как на ковре, так и за его пределами. Да, говорили мы о том, что Лев Павлов из семьи борцовской, отец его тоже борец. Ну, а в случае Баяндуева тоже то же самое, да, у него брат тоже, я так понимаю, близнец, да, Жаргал Баяндуев тоже борец. Вчера как раз боролся даже в Калининграде, вот параллельно. Да. Один на Дальнем Востоке, другой на Крайнем Западе, да, скажем так. Так что здесь такая история тоже своеобразная имеется, семейная. Ну, посмотрим. Баир Баяндуев, лидер также сборной Бурятии. Сейчас Бурятия тоже Дальний Восток у нас в нашем федеральном округе. И у нас такая конкуренция серьезная именно между двумя борцовскими республиками в зоне Дальнего Востока. Вот эта конкуренция, она только, конечно, на пользу. Да, Всегда, соглашусь. Да, обогащают друг друга разные школы борьбы. Конечно, и конкуренция, она всегда приводит к развитию. Ну, результатом этой конкуренции потом являются по-настоящему крепкие ребята, которые на международной арене достойно представляют нашу страну на разного рода соревнованиях. И, конечно, в такой, наверное, ожесточенной рубке пестуются настоящие истинные чемпионы, которых потом сложно чем-то удивить на международных турнирах, потому что недаром они признаются, что иной раз чемпионат страны победитель в чемпионате страны бывает гораздо сложнее, чем на международной арене потом пройтись галопом по Европам или там по планетам, если так можно сказать, выразиться, да. Но возвращаясь к схватке, с ее событиям, пока за 1,5 минуты первого периода ничего не предложили друг другу оба спортсмена, кроме такой ожесточенной борьбы за позицию. И вот сейчас Лев Павлов все-таки пытается поддавливать. Баир Баяндуев в более защитной позиции. Вот поднимается табличка с буквой «П». И к активизации призывает рефери обоих спортсменов. Сейчас, я думаю, кому-то может достаться активити. Застыли оба спортсмена в захвате. Заключительная минута первого периода пошла. Максимально сосредоточен Лев Павлов. Он в чуть более низкой позиции. Баир Баяндуев чуть-чуть выше. Как по росту, так и вот по своей посадке на ковре. Балл достается Льву Павлову за чуть большую степень активности. И 30 секунд остается бороться еще обоим спортсменам в первом периоде. Пытался достать ногу своего оппонента Баяндуев, но вовремя убрал ее Лев Павлов. 10 секунд до конца первого периода. Вырывает шею из жесткого захвата Баяндуева Павлов. Сам продолжает наступательные действия, но свисток на перерыв останавливает обоих спортсменов. И, положа руку на сердце, мы все в ожидании, что второй период все-таки станет более динамичным и зрелищным. Потому что на эту схватку, я думаю, букмекеры бы приняли больше всего ставок. Но, во всяком случае, точно в республике Саха-Якутия однозначно. Вот Николай Романович Данилов, личный тренер и старший тренер нашей юниорской команды республики. Да. Это Василий Прокопьевич Неестроев и Николай Романович Данилов. Вот как раз Сунтарский улус, где вырос Лев Павлов. Вырос в мастера, как мы видим, да.
хорошего мастера. Ну, интересная работа там ведется, и руководство Улуса, да, поддерживает борьбу, выделяют тренерские кадры, да, в деревнях, в селах. И это очень полезное дело, потому что обязательно нужно поддерживать как раз-таки вот такие села, где не так много возможностей для саморазвития, кроме как вот в спорте, да и вот такие силовые виды спорта, где в чем традиционно сильные представители провинции, да, как раз их и надо поддерживать, потому что поддержку и основную долю медалей золотых, в том числе на разного рода турнирах, мы как раз-таки из провинции и получаем. Поэтому это задача государственной важности, о чем необходимо говорить и на чем нужно делать акцент обязательно. По-прежнему 1-0 Лев Павлов ведет в финале против Баира Баяндуева. И в атаке по-прежнему якутский борец, но не идет он, сломя голову, в наступление, потому что понимает, чем это может грозить. Баир Баяндуев хорош в контратаках. Вот сейчас как раз-таки бурятский борец пытается прихватить шею оппонента и вывести его на бросковую позицию. Ни на секунду не застаивается в этом положении. Балу Баяндуева, кстати, да, activity time. И уже тактическое преимущество у борца в красном да, трико. обменялись баллами. Ну, на самом деле, справедливо. В первом периоде, втором периоде начинались, каждый из периодов начинался с таких академичных действий. Поэтому надо было для того, чтобы добавить остроты и перца в эту схватку, рефери как-то попытаться повлиять на борцов, активизировать их. Вот 1-1 счет. И нужно сейчас Льву Павлову включаться, если он планирует порадовать местную публику. Ну а Баиру Баяндуеву, конечно же, нужно также работать первым номером и во всяком случае набирать баллы, потому что рассчитывать на победу при равном счете очень, наверное, чревато и ненадежно. Да, остается всего минута. Попытка прохода в ноги, но очень хорошо знает, да, вот этот его фирменный проход, боковой проход в правую ногу. Баяндуев, конечно же, изучил это и защищается очень здорово, да. Крайняя минута поединка пошла, и каждое действие своего любимца публика встречает взрывом эмоций, бурей эмоций. Не хватает для них только осмысленной атаки какой-нибудь, которая может привести к завоеванию баллов и который умеет проводить Лев Павлов. Но в этот раз он действует очень собранно и аккуратно. 30 секунд до конца остается. 1-1 не в пользу Льва Павлова. Да, чемпионские секунды сейчас начинаются, как раз последние. Ну и опытный Баяндуев, да, мы знаем, что он тоже не будет, наверное, терять самообладание в последние секунды. И 15 секунд всего остается. Попытка прохода в ноги. Защищается Баяндуев. Напирает Лев Павлов, но нет. 7 секунд всего остается. И выход последняя на попытка. бросковую позицию не удается. И еще пытается захват ноги в исполнении Льва Павлова, но только усугубляет свое положение. Баир Баяндуев успевает на последних секундах сойти за спину. Не знаю, уж засчитают эти баллы или нет. Нет, там не успел, конечно, взять балл Баяндуев, но выигрывает он со счетом 1-1, да. Увы, напряжение этой схватки, да, конечно, при равном счете победа достается Баиру Баяндуеву, но на самом деле, конечно, мы ожидали чуть больше активности и чуть больше баллов, и, конечно, чтобы было все более однозначно, пока, конечно, при равной борьбе чуть-чуть удачливее оказался Баир Баяндуев. С другой стороны, наверное, чуть лучше в обороне он себя проявил на последних секундах, и чуть-чуть не хватило точности Льву Павлову, или же удачи, везения. Да, ну равная схватка, такое классическое также противостояние, когда, да, вот за счет activity тайма, вот активности, здесь победу одержал Баяндуев. Ну, что называется, победителя не судят тоже. Поздравляем Баира Баяндуева. Это была тоже очень важная для него в его, наверное, спортивной карьере победа, да, чтобы стать победителем здесь на международной арене уже, да, в присутствии такого количества тоже молодых звезд, будущих тоже звезд, наверное. Так что поздравляем и Льва Павлова с тем, что он смог выйти в финал и завоевал серебряную награду. Да, и с другой стороны, хочется сказать, что ведь спортсмены уже знакомы, они встречались уже один раз на ковре, и поэтому, наверное, успели изучить друг друга и в какой-то степени, наверное, понимали, чего им стоит ожидать. А всегда, когда ты соперника знаешь, и когда его борьба или стиль, манера построения
тактики поединка тебе не очень-то подходит или же неудобно для тебя, то всегда часто такое происходит, что на ковре не совсем то показывает спортсмен, что от него ожидают. И это все связано не только с его малой активностью, но еще с такой неудобным стилем его соперника. Поэтому сейчас сложно делать выводы. Пообщаюсь я сейчас совсем скоро с представителем Бурятии, Баиром Баяндуевым, который одержал победу. Ну а пока церемония награждения весовой категории до 65 килограммов, где прямо сейчас иранец Реза Шакири получает награду. Да, и его соотечественник также еще с бронзовой наградой, да, Ибрахим Элахичуран и Демьян Макаров, бронзовые финалисты, Андроник Аветисян с серебряной наградой. Ну и, как сказал Вячеслав, Баир Баяндуев, извините, Мохаммед Реза Шакири награждается золотой медалью. Мы услышим снова звуки гимна Ирана под сводами Центра спортивной подготовки «Триумф». Мне остается только поблагодарить Вячеслава в очередной раз за твою помощь, за комментирование. Наверное, мне сил бы, на этот финал все-таки не хватило. Не рассчитал бы я себя. Большое спасибо от всего сердца, благодарю. Огромное спасибо тебе за такую возможность. Ждем уже финалов, да, завтра в 14:00 начнутся финалы во всех других весовых категориях. Наверное, это уже будет чуть-чуть попроще, когда в 2 часа начинаются финалы. Да, батарейка еще будет часы полностью заряжена, но я на самом деле жду и не дождусь с нетерпением этого момента, потому что все дни соревнований международного турнира Романа Дмитриева в городе Якутске для меня как праздник, не как праздник, а настоящий праздник борьбы не только для меня, но и для всех любителей борьбы, которых я поздравляю на самом деле, пользуясь случаем, с этой прекрасной возможностью. Мало когда можно вспомнить такие молодежные турниры, которые бы по степени организации можно было бы сравнить с самого высочайшего уровня организации взрослых международных турниров. Поэтому я, конечно же, с лестью и благодарностью отзываюсь об этом опыте работы на международном молодежном турнире памяти Романа Дмитриева. И, конечно же, благодарю своего коллегу Степана Посельского за такую возможность. Я ею обязательно воспользуюсь еще и завтра. До скорых встреч. Никуда не переключайтесь и следите за последними новостями борьбы. Спасибо большое. Спасибо большое. Всем до свидания. Спасибо за внимание. Памятное фотографирование. Церемония награждения победителя и призера в весовой категории 65 килограммов завершена. Начинается церемония награждения победителя и призеров в весовой категории до 57 килограммов. Ladies and gentlemen, we are starting the awarding ceremony in a weight category of 57 kilos. Награждение проводит Александр Николаевич Иванов, серебряный призер Олимпийских игр. Третье место заняли Николай Заболоцкий, Республика Саха-Якутия, Ибрахим Хари, Иран, кандидат в мастера спорта. The awarding ceremony is held by Mr. Alexander Ivanov, the silver medalist of the Olympic Games in wrestling.
Лев Павлов, срочно подойдите для выхода на награждение. Лев Павлов, срочно для выхода на награждение. Лев Павлов, вы задерживаете церемонию награждения.